лучше видно. Мои поздравления, пишет Астана Аспекты, и Александр Смирнов передает всем привет из Казани. Итак, друзья, мы сегодня собрались по такому поводу. Сегодня 13 ноября, 5 лет моему каналу. Ну, на вашем канале началась прямая трансляция, пишет 5 лет. Все правильно. 5 лет каналу Томи Рыбак. Так, а почему я это вижу сам? Почему я это вижу сам? Что-то я делаю не так. Так, походу здесь надо убрать звук, и все будет хорошо. Все. Убираем звук, чтобы никого не слышать, чтобы никого не видеть. В смысле себя, чтобы никого не видеть, чтобы я не видеть. Вот. Да, 13 ноября 2017 года я, можно так сказать, создал канал методом тыка, ничего не умея, для как бы, ну, были уже планы, я уже не раз говорил, спонтанно ролики я начал выкладывать еще пару роликов в далеком 2014 году, что и пишет, то что так, Дима Димон, Геннадий, привет, как бы пошел отчет годков моему каналу. А на самом деле 13 ноября 2017 года. Поначалу не получалось, потом как бы лучше. Так, у нас 32 человека уже. Всем привет. Алексей Смирнов, мои поздравления с праздником. Спасибо. Геннадий Кугубаев. Всем добрый вечер. Дима Димон, Ромку встретил? Да, Димон, Ромку я встретил. По нашей славной русской традиции встретили, как оно полагается. Все нормально. Правда, сам момент встречи не обошелся без казусов. Немножко пришлось попереживать. Давайте коротко сейчас расскажу. Так, чтобы не потерять здесь. В общем, Роман выехал с города Москвы на поезде, доехал до Уфы. И на следующий день должен был с друзьями приехать сюда. Вот он позвонил с города Уфы, сказал, что в 3 часа он выезжает. Ну, мы ждем 4. Ну, как обычно, вот в среднем дорога сейчас плохая, 2,5 часа. И как бы ждали. Время 5, время полшестого. Романа нет. На звонки не отвечают, недоступны. И знаете, вот тут-то вот и началось самое такое паршивое чувство, когда в голову лезут самые дурные мысли, что ни на есть. С Романом вместе ехал друг, с Романом ехала моя дочь, члена, сестра у Ромки. Вот 3 человека выехали на машине, на звонки не отвечают, машины нет. Ну что делать? 3 часа прошло, нет звонков. Я уже не знаю, что думать. Сажусь в машину и, короче, лечу в город Уфа навстречу Ромке. В голове, конечно, крутится, вертится всякие разные мысли, нехорошие, уж что только я не передумал. Проехал 80 километров, появилась связь, и пришло сообщение. Все нормально, произошел небольшой казус, на поломка у них была, и едем домой. Получается, где-то мы по дороге разъехались. И Ромку уже здесь встретили, уже начали было гулять, и только после этого приехал я. Получается, не я Рому встретил, а Роман встретил меня. Так что вот. Но главное хорошо то, что все хорошо кончается. Я, конечно, был встревожен очень и очень, но нормально, все нормально. Погуляли, хорошо отметили. А на следующий день мы уже поехали с Романом ставить не то что на машину, а страховку на машину делать. Кстати, охренел от цены. 16 тысяч страховка на машину. У меня где-то 3 800, у Ромки 16. Какое-то новое правило. До 25 лет, как сказал страховщик, нет стажа. Как бы проценты не скидывают. Так, ладно, давайте посмотрим, сколько у нас человек. А нас уже 91 человек, 95 человек. Давайте немножко почитаем, поздороваемся со всеми. Александр Смирнов, поздравления посылает. Геннадий Кугубаев, добрый вечер. Так, Дима Димон, почитали. Так, Симаков Артем.
Санеги смотрю, Архангельская область, привет. Привет, Алексей Гашин, добрый вечер, Валера Лачимов, здоровья, успехов, благополучия тебе, твоим близким, процветания канала. Спасибо, спасибо, друг. Александр Смирнов, погромче можно? Можно. Будем говорить погромче, потому что давайте и поближе сделаем. Трансляция идет с моего телефона, телефон iKitel, или как там его, не Alcatel, а iKitel. Во всем хорошо, только звук слабоват. Не знаю почему. Может, потому что 3 раза уже топил его, динамики подзасорились. Звук слабоват, да, будем говорить погромче. Так, если что, вы поправляйте, ничего страшного. Вместе мы добьемся хорошего результата. Так, Станислав Валерьевич, привет с Урала. Илья, привет. Россия сила. Поздравляю вас, Геннадий. Спасибо. Степан Рочев, с юбилеем, Коми-Рыбак. Успехов, процветания. Спасибо. Станислав Валерьевич, погромче. Все, мы уже как бы сделали погромче. Как бы кричать тоже никак. Здесь я уже не знаю, что у нас и как. Звук плохо слышно. Я уже не могу ничего сделать. Будем говорить погромче. Максим Черный, привет из Иркутска. Смотрю вас недавно, через сибирского странника подписался на вас. Огромного вам здоровья и благополучия. Руслану привет. Руслан, я смотрю, тоже давно. Охота, рыбалка у него вообще капитальная. Руслан пишет, поздравляю. Владимир Давыдов, звука маловато. Ну, теперь я говорю погромче, не знаю, маловато это или многовато, но будем стараться. Вот давайте еще попробуем поближе вот так вот подойти. Будем говорить еще погромче. Так, Степан Рочев, не слышно тебя, Гена. Геннадий, привет, с днем рождения вас. Так, ну а что я сделаю? Ну, давайте попробуем. Ну, тут все, тут звук на максимуме. Я не знаю даже, что и делать. Поломаю там все потом. Будем говорить громче. Так, Фин, Геннадий, привет, с днем рождения вас. Станислав Валерьевич, Геннадий, звук добавь. Ну как я могу добавить звук? Ну давайте попробуем здесь вот так вот. Нет, я тут... Друзья, не знаю, ну не получается, у меня другого телефона нету. Как-то вот так вот. Буду говорить просто погромче. Андрей Новиков, рыбалка с Дрюней. Андрюха, здорово, привет. Первый лед, наверное, уже скоро будет открыт, потому что сегодня ударили уже такие, можно сказать, вторые, но морозы. Выпало очень много снега, сантиметров 30 у нас сегодня замучились чистить. И ожидается буквально завтра, послезавтра до минус 27. Но, как я вам говорил уже, первый лед на родине у меня встретить, открыть не получится. В этом году не получится. Еду, друзья, уже завтра. Завтра у меня уже поезд на Москву, с Москвы на Камчатку. Еду, друзья, в гости к Сереге, канал Камчатка, Сергей река Камчатка канал называется. Еду в гости к другу, давно спланировал, давно собирался уже. И вот, наконец, это как бы билеты уже куплены, по крайней мере, туда и на самолете обратно с Москвы еще билет не купил, потому что, не знаю, может быть, задержусь где-нибудь еще, посмотрим. Так что, Дрюня, привет, привет. Евгений Уханов, очень тихо, плохо слышно, но я уж не могу ничего сделать, я буду говорить погромче. Саня Петровский, поздравляем. Михаил Лебедев, с праздником, процветания каналу. Павел Осколков, Паша, привет. Гена, привет, очень плохой звук. Ну, не могу ничего делать. Получше не получится уже. Александр Пересечный, добрый вечер, звук добавьте. Буду говорить громче. Александр Пересечный, Геннадий Кугубаев, звук есть, хорошо слышно. Все, дошел до звука, это хорошо. Видать, я опоздал просто. Даксиди PS4, привет из Сыктывкара. Михаил Пантелей, привет, привет, Геннадий. Михаил Пантелей, мне получил я, Миша, твою посылочку, про 5 Миша мне отправил блесенки. Мы это все будем испытывать, но уже по возвращению, это будет в декабре. Туда, на Камчатку, я эти блесенки не повезу, потому что для той рыбы, на которую мы едем рыбачить, ловить, эти блесенки маловаты, так что я туда даже и не буду везти. Туда я приготовил уже колебалки большие. Ну, с Серегой мне, в принципе, вот блесна там, говорит, работает, вот старинная блесна. Кое-что на свой вкус и усмотрение взял.
Не знаю, будет они ловить рыбу, не будут, но много не взял, потому что вот я дважды уже перекладывал, все пытаюсь уложиться в килограммы. 23 килограмма можно перевести только на самолете, и вот я в эти килограммы стараюсь уложиться, и как бы уже много чего приготовил и обратно вытаскиваю, фильтрую, потом опять, второй день у меня суматоха уже идет. Так, звук есть. Так, привет, Геннадий. Так, это Михаил Пантелей. Поехали дальше. Сергей. Поздравляю, спасибо. Саня Зубарев, привет. Ирина Кох, привет. Фин, Ухта с тобой. Ухта. Завтра буду в городе Ухта. Проездом на... Ромка меня отвезет на поезд. Поезд вроде бы 10:30. Так что отправляюсь на московском поезде в город Москва. И оттуда на Камчатку. Евгений Лупичук, поздравляем, спасибо. Андрей Кусков, добавь звук, Геннадий пишет. Добавили как смогли. Иль Татарин, салам с Башкирии. Сообщение отправлено на проверку. Олег Смирнов, ни хрена, говорит, не слышно. Ну что, не будет. Покажем, что, если не слышно, что теперь. Так. Юрий Яковлев, привет, Геннадий, с праздником, спасибо. Павел Жарконя, давай я буду перечислять по-быстрому, а то я не буду успевать, кто отправляет приветы. Павел Жарконя, Сергей Муравьев, Геннадий, привет. Саня Калиновский, привет, Санек. Приходил тоже на встречу, Ромку встретили вместе, гульнули хорошенько. Саша Бурнышев, сообщение удалено отправителем. Написал, убрал. Станислав Валерьевич, Геннадий, ты уже в гостях? Нет, Станислав, я еще дома. Завтра отправляюсь до Ухты, 180 километров, потом на запад до Москвы, потом уж только на самый край земли. Помните, говорили в школе, вы там, на Камчатке? Вот. Никогда не был на Камчатке, а дальше восточнее Уральских гор вообще не был никогда. На запад ездил до Германии, на юг ездил до моря, там, до Анапы, до Черного моря. На восток я еще не ездил, на востоке меня еще не было. Если все нормально будет, дай бог, будем на востоке. Так. Михаил Пантелей, звук хороший, это радует. Так, Дарксиди, PS4, с днем рождения. Спасибо. Ник, привет, Геннадий, с днем рождения канала. Сергей Шейн, Геннадий, здравствуй, поздравляю, с удовольствием смотрю твои ролики уже на протяжении 3 лет. Ну, каналу 5 лет, правда, первый год меня смотрело к концу первого года, я повторюсь, уже набрал только 1000 подписчиков, друзей. К концу второго года было у меня 3000, то есть плюс 2000. Ну и на третий год, да, немножко там добавилось. Четвертый, сейчас на данный момент у нас 35 700 там с копейками, 720 что ли, не помню. Вот так сегодня специально посмотрел. Огромное всем, друзья, за ваши подписки, за ваши комментарии, за поддержку. Огромное спасибо. Ну, хочу сразу же вам не то чтобы попросить, а сообщить вот то, что если есть возможность, подписывайтесь, друзья, и на мой канал, на Яндекс.Дзен, тоже называется Коми Рыбак. Там у меня на данный момент сейчас 2500 подписчиков. А смотрят буквально 100-200 человек, бывает и того нет, 150. В отличие от Ютуба, где мы сейчас вообще ничего не получаем, ни копейки, те копейки, которые прилетают, там гроши на счет, на AdSense, я не знаю, кто как может, не может, но и лично я не могу вывести там. У меня не получается. Если раньше водил на счет, теперь я этого делать не могу. На Яндекс.Дзен гроши капают, копейки, где-то 20-30 рублей в день, но там я могу вывести. Если раньше было на Юмане, теперь даже могу вывести на карту. Так что ваши подписки, там какая-то копейка падает за подписки и какая-то за просмотр рекламы. Копейки, ну, приятно. Так что и еще очень важно, то, что я сказал, кроме того, что там что-то будет мне капать, наслышан, что YouTube вот пропадал, не пропадал, но YouTube может быть совсем не пропадет, но канал, возможно, может пропасть, потому что недавно, буквально на той неделе мне пришло сообщение, что удален без указания причин мой ролик весенний «Рыбалка на сети». И не указали по какой причине. Вроде я там никого не оскорблял, не нарушал, ничего. Кто-то, видать, пожаловался, удалили ролик.
И сказали, что еще пару таких предупреждений, и канал будет удален. Так что, не дай бог, конечно, но, возможно, канал на Ютубе могут удалить. На Яндекс.Дзен, если что, переходите на Яндекс.Дзен, мы уже не потеряемся. Поехали дальше. Я, наверное, уже хорошенько отстал. 114 друзей смотрят данный эфир. Всем огромный привет. Так, Андрей Андреевич, Геннадий, привет. Саша Бурнышев, Геннадий, ты клевый чувак. Привет с Красноярского края. Санек, привет. Игорь Сорокалетов, привет. Станислав Валерьевич, 5000 километров на поезде. Нет, с Москвы мы вылетаем на самолете. Часов 8 вроде бы лета там. Прямого нет рейса у нас, если только ехать до Сыктывкара. Но опять же, от Сыктывкара самолет летит в Москву, там пересадка и до Петропавловска-Камчатска. Ну, если честно сказать, я очень и очень боюсь летать на самолете. Просто панический страх. Если по молодости я летал на всяких 34, 54 в армии Ил-76 грузовом летал военным. Ну, нормально все было. Теперь почему-то в старости у меня началась фобия какая-то. Боюсь самолета. Вот летал на море, страх натерпелся капитально. Так что решил до Москвы хотя бы доеду на поезде. Вот. 5000 километров на поезде, конечно же, я ехать не буду. Да и до Камчатки не доедешь на поезде, все равно рано или поздно придется садиться на самолет. Анатолий Яковлев, привет из Сыктывкара, звук нормальный, удачи тебе. Спасибо. Игорь Сорокалетов удалил сообщение. Тимофей Чупров, можно в наушниках попробовать? Можно, но тогда я не буду, ну, в принципе, я и так вас сейчас не слышу, я только вижу себя и больше ничего. Владимир Мамонтов, с праздником, успехов каналу и нам. Всем успехов, всех с праздником. Кстати, сегодня какой-то праздник тоже есть. Самый главный праздник был для меня, конечно, это позавчера, когда приехал мой сын Роман с армии, со службы. Вот это был действительно праздник долгожданный. Год ждали. И сейчас, в данный момент, вся семья в сборе. Правда, в доме сейчас никого нет. Они уехали на дачу, растопили баньку, парятся, купаются, ну, отдыхают, можно так сказать. Я с вами, они там. Я уже в бане был, в ванной был, помылся. Все готово практически, уже 2 дня на чемоданах, так сказать, готовимся. А семейка моя отдыхает на даче. Так, Александр Удовицкий, Геннадий, привет. Приветствую вас. Так, привет из Новороссийска. Всех благ. Спасибо. Евгений Каканин, привет из Емвы. Валентина Растворова, супруга моя, с днем рождения, канала процветания. С легким паром, наверное, уже, Валентина. Я так думаю, уже помылись, попарились, или кто там на очереди. Толпа большая, по очереди там на даче отдыхают. Андрей Карагузов, поздравляю, Геннадий, слежу за выпусками, жду следующих. Сосногорск, привет, земля, так. Иль Татарин, салам, Сыктывкару из Башкирии, я там служил 2001-2004 год. Сыктывкар от нас 500 километров. Вот, это столица нашей республики. Игорь Сорокалетов, привет с Дальнего Востока, привет. Привет, Игорь, скоро тоже будем на Дальнем Востоке. Алексей К. Гена, привет, удачи, жду новое видео. Ромке, привет. Роман, надеюсь, читает, видит, если не в парилке. Владимир Никулин, Геннадий, здравствуй, поздравляю с днем рождения канала, смотрю года 3 с удовольствием. Привет Роману и Григоричу. Привет, Владимир. Так, Владимир Мельёкин, привет, передает. Владимир Лекарев. Ромка где пропал? С армии приехал вроде бы. Да, Роман, с армии приехал, все нормально. Машину застраховали, можно со спокойной душой ехать на рыбалку к другу, к Сереге на Камчатку. Рома теперь остается за меня здесь. Пока я не приеду, я так думаю, все-таки будет дома, а потом будет устраиваться на работу. Владимир Лекарев, Ромка где пропал? Так, это читали, Игорь Сорокалетов, звук хороший, это хорошо. Александр Мальцев, Геннадий, привет, я твой подписчик из города Лобня Московской области, ты красава с рыбалкой. Ну, я так думаю, если все нормально получится, мы увидим хорошую рыбалку на Камчатке. Я смотрел Серега, они с Еленой рыбу ловят на данный момент.
там сейчас у нас плюс 9. Вот сейчас у нас получается половина седьмого, а там уже половина четвертого утра. 9 часов разница у нас с Камчаткой. Так, Александр Шиков. Геннадий, привет от всей Архангельской области. Руслан, давайте вместе с Дрюней рыбалку мутите. С Дрюней у нас были планы на осень. Половить налима по открытой воде. Прошлый год неплохо он половился. Что-то около 25-30 крупного налима мы поймали. Ну, в смысле я, Серега, Саня вот там. И на этот год были планы, хотел Андрюха ко мне приехать, но немножко не срослось, не получилось. Зараза чертова, ковид скосил меня на дней 10, выбыл из строя. Тяжко было немножко. Кое-какие последствия даже. Суставы сейчас ломит, болит там. Ну, не будем о грустном. Теперь жив, здоровый, слава богу. В общем, не получилось из-за болезни. Чертов ковид испортил все планы. Вот. Так что, возможно, не будем ничего загадывать. Посмотрим, как будет рыбалка. Если налим будет идти в декабре, и если Андрюха будет свободен, возможно, Андрюха и приедет. Так, поехали дальше. Александр Шиков. Геннадий, привет от всей Архангельской области. Руслан, давайте вместе Дюни мутите. Так, мы это уже прочитали. Владимир Владимирович Колодежников. Привет, Гена и всему чату от мурманчанина из Самары. Виталия многие на канале уже знают. От Виталия у меня есть памятный подарок в форме медведя с рыбой, сделанный из цельного дерева. Такой круг в музее канала Коми Рыбак находится. Кто не видел, как-нибудь обязательно покажу вам свой музей как-нибудь. Огромный привет, Виталий. Человек родом из Мурманска, проживает сейчас в городе Самара. Галя Мельникова, поздравляю с юбилеем. Первый юбилей, он самый главный. Процветания каналу, а вам здоровья и семейного благополучия. Смотрим 3 года, подписались недавно. Ого, поедете на мою малую родину. Да, Галя Мельникова, поедем на Камчатку. Дай бог доехать, дай бог. Я уже в предвкушении той рыбалки, просто не знаю, если мне получится поймать там хотя бы пару рыб, ту рыбу, которая водится на Камчатке, я буду просто счастлив. Ромка, а что на Камчатке? Рыбалка? Да, конечно, рыбалка. Во-первых, будет встреча с другом. Познакомились и подружились с Серегой и с супругой Сергея, с Еленой через интернет, через YouTube, через канал. Сергей мне написал и ответил. Была переписка, и вот я вам ссылку давал. У Сергея такой есть ролик «Берега». Кто не посмотрел, посмотрите. Короткий, буквально минутки 3, но там все сказано, что и как. Душевный ролик. Можете посмотреть на канале у Сергея. Владимир, здорово, Геннадий, с юбилеем. Тебя всего доброго, успехов. Привет Роману. Передай привет моей племяннице Даше. Спасибо. Даша, привет. Привет от Коми Рыбака. Дядя Володя передает привет через канал Коми Рыбак. Так, Марат Ганеев, привет. Вы знаете, друзья, вот читаю фамилии, да, и хотя у меня никудышная память на лица, на фамилии, но даже при моей хреновой памяти я вот читаю и вижу вот ваши имена, фамилии постоянно. Вот 35 тысяч подписчиков, а общаемся буквально вот, ну, человек 500, может быть, вот такие близкие, которые постоянно пишут комментарии, не больше. Остальные, может, не пишут, может, не смотрят, не знаю. Ну, в среднем смотрят 1010. Это третья часть, это уже хорошо. Так, Марат Ганеев, Геннадий Кугубаев. Желаю вам хорошей дороги и полета. Спасибо. Будем ждать ваши прекрасные ролики. Крепкого здоровья. Спасибо. Вася Иванчук. Геннадий Геннадьевич, привет из Германии. Всего доброго. С праздником канала. Радуй нас дальше. Всегда ждут и молодца. Привет семье. Рома уже дома. Рад за вас. Да, Рома уже дома. Сейчас они все на даче купаются в бане. Отдыхают. Так, сообщение удалено. Роман Поливанов, с праздником. Спасибо, Роман. Сергей Репников. Привет, Николай. Какому Николаю, не знаю. Привет тебе из Карелии и удачи во всем. Всегда жду ваших видео. Я не Николай, если это
Мой адрес я Геннадий. Дмитрий Телков. Привет из Ялты. Привет, Дима. Денис, привет с Нижней Омры. Это уже рядом от нас, с Нижней Омры, всего 20 километров. Игорь К. Добрый вечер. Смотрю 2 года. Желаю успехов, добра и счастья. Дмитрий Телков, Крым вас смотрит. В Крыму я тоже еще не был. Но я думаю, когда-нибудь, дай бог здоровья, возможно, как-нибудь побываем и там. Сергей Гринев. Добрый вечер. Привет из Химок, Московская область. Всем добра и здоровья. Игорь. Геннадий, доброго здоровья тебе и привет из Нижнего Новгорода. Про рыбалку 35. Поздравляем, Гена. Привет из вологодских рыбаков с озера Воже. Иван. Привет, мы практически соседи. Рыбачим на Вычегде, город Коряжма. Так, ну что, немножко это что-то. Сейчас многие будут спрашивать, а где рыбацкий напиток? Сегодня вместо рыбацкого напитка у нас клюквенный морс. Почему? Вечерком может быть немножко и в честь праздника, в честь дня рождения канала и маленечко так рыбацкого сделаем, но просто вся моя семейка гуляют на даче, дача далековато. Зачем заказывать такси, в общем, поеду я сам за ними, сам привезу, так что пока не будем. Вот. Иван, так, Коряжма. Ирина Баранова, привет, Геныч, привет, Ирина. Ирина у нас с Питера, тоже с первых, ну, практически с первых роликов мы уже с Ириной знакомы. Ирина вяжет мушки, не просто нимфы, а также летние мушки. Кстати, Ирина, я взял с собой крупные тройники, не знаю, рыбачат на них, не рыбачат, но я попробую. Снизу у меня будет тяжелая колюпалка, а мушку подвесить все-таки я попробую. И сколько я, наверное, у меня вот отправляла мелкие я туда не везу, а вот крупные тройники, которые крупные мушки, мы увидим их, дай бог, на Камчатке, дай бог доехать, и мы обязательно их посмотрим и испытаем на камчатскую рыбу, твои мушки, тройнички. Супруга моя, пишет Валентина Растурова, приходи в баньку. Спасибо. Так, с легким паром я отправлял ей пожелание с легким паром. Она пишет, спасибо, приходи в баньку. Да нет, Валь, я уже помылся и искупался. В баньку я уже сегодня не поеду. Я приеду, потом вас заберу и все, будем готовиться. Дальше готовиться к поездке. Шел Рыбак, поздравляю, Киев смотрит. Привет Киеву. Ирина Баранова, Рома, рада, что ты дома. Я тоже, Ира, очень рад за Романа. Год службы для кого-то проходит очень быстро. Как говорят, да, уже пришел. Для меня, конечно, год, я не знаю, как бы я не хотел, чтобы он пролетел, для меня тянулся очень и очень долго. Сажен АС, наверное. Поздравляю, спасибо. Юрец Мишарян. Чола мала другис. Висер вощань, привет. Привет, земляк. Есть такая у нас певица Лидия Логинова. У нее есть такая песенка. Висер вожин. Кстати, Иван Григорьевич, несмотря на то, что украинец, родом с Украины, всю жизнь проживает здесь, в Коми, и может исполнить эту песню на баяне и спеть по Коми. Эту песню «Висер вожин». Так. Ага. Это не будем зачитывать. Саженая С. Поздравляю. Сыктывкар смотрит. В этом году побывал на реке Коголе. Рыбалка Зевбур. Слава Косолапов. Привет из Соликамска. Спасибо за классный канал. Всего самого хорошего твоему каналу. Спасибо. Иван Малеев. Дядь Ген. Привет, Виталик из Коныша. Привет большой. Виталика мы знаем. Давненько. Кучу приветов мы уже передавали. Виталику с лесной избы, там, с рыбалки, еще там. И Иисус 77. Так, бываешь много.
Ну-ну, все бы так пили, как я. Николай Сумароков. Геннадий, приветствую. С юбилеем канала. Удачной поездки тебе. Ждем классное видео. Король Жар. Привет из Узбекистана. Салам. Салам алейкум. Удачи вам. Спасибо. Сергей Зубцов. Сибирь смотрит. Россия. У рыбы тоже памяти нет. Да нет, у рыбы память, кстати, есть. Я вот могу на наглядном примере объяснить. Вот кидаешь, вырубаешь майну или летом кидаешь сачок, без прикормки, без ничего налетают мальки туда. Просто куча налетает. Поднимаешь там 100, 200, 300 штук. Второй раз кидаешь, залетает уже поменьше там. 20, 30. Третий раз кидаешь, пару штук зайдет еще, может быть, и все. Четвертый раз кидай, не кидай. Они вокруг сачка ходят, но не заходят. И кто сказал, что у рыбы памяти нет? У рыбы память есть. Александр Бек. Привет, Геннадий из Удмуртии. Привет. Андрей Зверев. Привет с города Шилка, Забайкальский край. Поздравляю. Иван Малеев. Дядь Ген. Это Виталик из Коноша. Скоро на зимовье. За мышами. Жди в гости. Ну, скоро не скоро, но через пару недель, возможно, будет. По приезду сразу долго сидеть дома не будем. Сразу рванем. Николай Коданев. Гена, привет из Ежвы. С юбилеем канала. Спасибо. Так вот ближе сделаем, наверное. Толяныч, привет, Гена из Мариуполя. Всем мира и добра из Мариуполя. До скорейшего Бужмира, там, все за мир. Надоела уже эта война. Игорь Сороколетов, будешь через Дальний Восток ехать, напиши обязательно. Я там буду пролетать, и написать навряд ли у меня получится. Если получится выйти в прямой эфир от Сереги, то посмотрим. Если получится, то выйдем. Да. Постников Олег. Геннадий, добрый вечер. Кузбасс смотрит. Удачи, здоровья и всех благ. Привет, Олег. Владимир Лизиков. Привет, Гена. Что не снял ролик встречу Ромки? Все было готово к съемке, камера была заряжена, все приготовил уже, все, думаю, сейчас буду момент встречи, как приезжает, приехал он с цветами, вот сейчас, не знаю, трону, вот такие вот цветы он маме подарил, вот такие, не знаю, видно, не видно, не видно, наверное, вот такие вот цветы, вот такие вот цветы он подарил маме, приехал с цветами, лучше бы я телефон этот не трогал, все, больше не буду трогать. Но я уже, как говорил, кто не смотрел сначала, произошел казус, сломалась машина, мне пришлось ехать встречать Ромку, и момент встречи я не то чтобы не заснял, я даже не видел, как это было. Встречали меня, а не Ромку, получается, потом уже Ромка меня дома встретил. Ну и потом, есть пару моментов, скорее всего, я в одном из роликов вставлю несколько кадров, там зачитывали характеристику романа, может быть, поставлю. Ну, буквально немножко там настроение как бы немножко было уже, ну, с самого начала я прозевал праздника, ну, потом догнал, и потом было уже не до съемок. Вот. Поподтягивались с Романом, не только с Романом, там у Ромки друг Костян, Макс подтянулся тоже, четвером, короче, молодежь подтягивается, и я там с ними тоже. В общем, на последнем месте я. Молодежь сильнее. Вот. Владимир Лизиков. Привет, Гена, что не снял так. Абдулла Утемишев. Когда гулянка? Гулянка была уже позавчера, когда Рому встретили. Теперь она будет вечерком немножко, завтра отъезд. Ну, потихонечку будем гулять постоянно. Там за приезд, там за отъезд, на рыбалке, возможно. Так, к примеру. Игорь Ершов, поздравляю с юбилеем канала. Спасибо. Поехали дальше. Игорь Сороколетов, я первый. Старовер Петрович взял. О, Геннадий, приветствую, большой привет от старовера Виктора Петровича Астраханской области. Ирина Баранова, ок. И Илья Климов, привет из Нижнего Новгорода. Александр Миллер, привет из Занулье. Занулье у нас тоже в нашей республике.
Рыбалка 89 Ямал, с юбилеем, Гена. Спасибо. На Ямале первый лед открыли в этом году раньше, заметно раньше. У них как-то морозы прошли, лед, лед замерз. Здесь там гулять против подождет. Рыбалка у них красивая, окуня хорошие. Вот таких вот отпускают. Средний нормально, вот у них говорит нет. Вот таких вот делают. Кирилл Вентилов. Добрый вечер, Геннадий. Поздравляю с юбилеем канала. Желаю дальнейших успехов в развитии канала. Куда ехать собираетесь? Да, Кирилл. Кирилл это с нашего поселка парень. Я собираюсь ехать на Камчатку уже завтра. Староверт Петрович Целов. Геннадий, большой привет вам от Староверта Петровича. Виктор Петровича. Сергей Родионов. Синдер, как всегда, Геннадьевич, с тобой. Синдер тоже с нашей республики. В общем, одни, в основном наши земляки. Так, Старовер пишет. Геннадий, большой привет вам от... Так, это мы уже читали. Король Жар. Узбекистан и Россия. Рукопожатие. Николай Алексеевич. Привет, Геннадий, с юбилеем канала. Привет из Москвы. Юрий Коношенков. Гена, привет от зрителя Подгоринский район Воронежской области. Старая Петрович пишет: привет, мой друг Геннадий. Старая Петрович шлет огромный привет с Астраханской области. Игорь 40 лет. Номер есть WhatsApp? Да, Игорь, есть номер WhatsApp. Ну, пишите ВКонтакте, я напишу. Там. Все-таки я должен знать, кому даю свой номер телефона. ВКонтакте напишите, свяжемся, и я напишу вам номер телефона. Гаминг Ворлд. Геннадий, с юбилеем канала. С нетерпением ждем трофеев с Камчатки. Я тоже очень жду. Старовей Петрович, еще один привет. Так, Игорь 40 лет. Так, это так. Большой привет Астраханской области. Это Старовер Петрович у нас. Станислав Валерьевич, встречали меня, а не Ромку. Встречали меня, а не Ромку. Не понял. Баяндин Владимир, привет. Байт по коми пару кыл. Байт. Коми язык очень разносторонний, 16 диалектов. Вот он говорит байт, то есть, а у нас чернит пару к. То есть он сказал, скажи по коми пару к. У нас одно и то же слово, русское слово, переводится в разных районах по-разному. Так что бывает даже коми с одного района может не понять коми с другого района. Но основные слова, может быть, одинаковые, но много разных слов. По коме говорить пока здесь не будем. Мы и так на канале бывает говорим. В основном здесь не понимаю коми языка, так что как-нибудь в другой раз. Владимир. Так, Александр Мальцев. Геннадий, а в двух словах про вашу мотособаку. В двух словах всегда, пожалуйста. Мотособака у меня Ураган Сибирь. Второй сезон. Заменил стекло на Сибири сейчас. Поменял масло и был заменен один подшипник. Больше я там ничего не менял на Сибири. До этого владел ураганом Универсал, немножко покороче. У этого база 1,860 м, длиной шириной 600. Цельная гусянка Байер Бивер. Отличная гусеница. Мне нравится. Ползает везде. Глубокий снег, сырой, налить, не налить. И тот ездил универсал, а этот ездит еще лучше. Вот это в двух словах. Техника я доволен, техника ну такая нормальная, мне нравится. Универсал немножко 15-сильный движок был, экономнее, этот чуть больше кушает, ну и зато и помощнее, и везет больше, и в горку влетает получше. Чем мощнее, тем прожорливее немножко получается. Вот. Это двух слов. Антон Левчук. Геннадий, приветствую, с днем рождения канала. Здоровья тебе и твоим близким. Пусть канал живет и процветает. Так, Марат Генеев что-то писал, удалил. Кирилл Вентил, удачного пути, хорошо вам отдохнуть. Спасибо, Кирилл. Сергей Васияров. Ген, когда Андрей приедет, вместе соберетесь? Если вы говорите про Дрюню, то как-нибудь соберемся. Я с Камчаткой приеду, а там порешаем.
Я-то хоть мало путешествую, Андрюха он тоже ну, сегодня здесь, завтра там тоже путешествует похлеще меня. Марат Ганиев, поздравляю с юбилеем канала, успехов, здоровья, всего самого наилучшего. Просто отдых на рыбалке, привет, Евгений, привет, Серега, привет. Станислав Валерьевич, тебя, Гена, встречали, а не Ромку опять. Ну, понятно. Ну да, получается, меня. Самый последний я приехал. Ну, хорошо, хоть так. Что все были дома и все нормально доехали. Дорога была в тот день просто ужасная. У них оторвало колесо при движении. Хорошо, что не переднее, хорошо заднее. Не хорошо, что далеко не улетели. Ну, все, нашли колесо, нашли болты и доехали. Так, звук еле слышно. Все понял. Будем говорить громче. Сергей Аким. Здравствуйте, Геннадий. Расскажите про ваш самый крупный улов. Ну, самый крупный улов у меня был на лим 7 килограмм 300 грамм. 7300. Это был год 2017 или 18. Есть на канале. Есть новый трофей, называется ролик. Это первые ролики в начале канала. Где-то вот это. Щука у меня была 7 килограмм, самая крупная зимой. Летом 6500, наверное, было. Что-то такое. Вот самые крупные мои рыбы. Щука и налим. Александр Мальцев. Спасибо. Так. Персонал Молси. Приветствую сегодня с Кедровки на речку посмотрел. Надо быть очень отважным для открытия подводной рыбалки. Ну, на реке, да. Печора Шуга идет полным ходом. А на озерах, возможно, не сегодня, так завтра уже, наверное, по-любому будут сменщики открывать зимний сезон. Потому что... Так, давайте сделаем ниже, чтобы громче было слышно. Зимний сезон открыли бы давно уже, как бы минус 8, ожидается мороз, но сегодня просто навалилось снега вот сантиметров 25, наверное, 30. И он будет просто не давать льду замерзнуть. Людмила Емельянова. Здравствуй, Гена. Обожаю ваши ролики смотреть. Очень скучаю, когда их нет. Будьте с нами почаще и желательно подольше. По возможности так и будем делать. Владимир Тайга. Гена, когда вернешься с Камчатки? Ну, обратный билет с Камчатки у меня 30 ноября. Это на самолете. Пока долечу, будет уже декабрь. Потом день на поезде 1-2. Если в Москве я не задержусь, где-то 2-3 числа буду уже дома. Долго отдыхать не буду. С корабля на бал, потому что надо будет выставляться Палкино-Налимов. Хотелось бы, конечно, пройтись по озерам. Уже, конечно, первый лед откроют, уже сливки снимут все, но посмотрим, ничего не буду загадывать. Надо съездить, надо вернуться, а там все видно будет. Геннадий Кугубаев. Приезжай в Башкирию, в Уфу. Спасибо за приглашение. В Уфе проживает мой вот такой вот друг Юра Кулагин, может, знакомый. Пока его не видно, видать, не пришло оповещение. Тоже Юра приглашал, я приглашал Юру тоже сюда, не знаю. Юра обещает уже года 3 приехать сюда, но то одно, то другое, то третье, и как-то тоже пока вот не получается. Но рано или поздно Юру мы увидим на канале. Персонал 0. Летом не особо хороший улов сопутствовал. Какой прогноз по зимнему улову река в перспективе? Ну что я скажу? Чем раньше ледостав на Печоре, тем лучше рыбалка по первому льду. Вот она в этом году опять запоздала. 13 ноября у нас она еще не стоит. Раньше она вот на ноябрьские праздники, на каникулы осенние в детстве, она уже стояла, и лед был уже сантиметров 15-20, а то и больше. И с отцом мы отлично ловили на лиму. Я уже заметил, вот 14-й год река стала рано, без снега, было сантиметров 30 льда, долбили, но налим шел как ошалелый. В день, ну, самый большой улов это 28 килограмм, это где-то было 10-11 налим, я не помню. Просто
ведро, второе, третье, там, вот так вот плевало и изумительно. Я уже заметил такую закономерность. Чем раньше ледостав, тем лучше рыбалка. Ну, не будем отпускать руки, будем пробовать, будем ловить. Сергей Колосов. 3 года смотрю, всегда получаю удовольствие. Толя Казанцев. У нас дожди, ветер, завтра морозы придут. У нас тоже были дожди, ветер, снег, слякоть, морозы пришли у нас сегодня относительно. Сегодня -8 было. Завтра, послезавтра ожидается по прогнозу до -27. Вот так вот. Станислав Валерьевич, налим какую рыбу напоминает по вкусу? У нас нет его просто. Ну, говорят, как треска. Ну, я пробовал, ел треску. Треска рядом не стоит, налим намного вкуснее. Особенно свежий, особенно когда он с речки сразу на сковородку, без заморозки. Если он замерзнет, потом оттает, уже чуть похуже. А если он замерзнет, оттает и так пару раз, то все, это уже будет треска. Виталий Колодежников. Налим треску напоминает. Все верно. Петр Сивцев. Уруй Айхал. Не знаю, что такое. Так, ну вот. 85 человек у нас в эфире. Наконец-то я догнал. Догнал? Так, ну что там, банщики? Напишите, как там Роман. Может, Роман привезет на машине? Если Роман там не буль-буль, если он все нормально сможет сесть за руль, то напишите, я хоть это, в честь праздника, до честь дня рождения канала, чуть-чуть можно, наверное, да? Ну, а если уже маханули, то уже придется потерпеть. Станислав Валерьевич пишет, белое мясо налим. Да, белые. Ну, налима едят в жареном виде, в вареном. Уха отличная, печень у него вкусная, у налима очень. Соленым его не едят. Хотя кто-то говорит, как-то коптят его, не знаю, не пробовал. Копченого сама как-то пробовал, когда вот за буксировщиками ездили, на Рыбинском водохранилище там торговали. Сом копченый. Так, мне не сказать бы, что он сильно понравился. Во-первых, он был очень жирный, просто приторно жирный, с него аж масло текло вот копченый. Поели, да, под пузырек мы там под Вологодскую это закусили, съели. Ну, потом такая отрыжка была. Ну, что-то мне не очень. Налим лучше мне показался. Или просто так было. Не знаю. Мне кажется, коптить налим это не то. Вот. Соленым его не едят. Это точно. Персонал новости. Сиги налим это самая вкусная рыба печоры. Лососевые не в счет, ибо фиг выловишь. Но еще я скажу, хариус есть. Хариус вот, тоже та еще вкусняшка. Если скажут выбор хариус или сиг, я выберу хариуса. Так, Серегин рассвета. Добрый вечер, с юбилеем, значится. Привет, Серега, привет. Вот. Серега тоже с нашей республики. У Сереги тоже канал на Ютубе. Недавно мы обсуждали, как и что вот эти, как сказать, нюансы наши ютубовские, все по монетизации, по выводу. Спрашивал, у меня получается ли? Я говорю, нет, Серега, у меня ничего не получается. Может, я просто чего-то не знаю. Геннадий Кугубаев, вы классно готовите на автоклаве, и я готовлю по вашему рецепту. И коптилку сделал, как у вас. Ну, автоклава вообще штука классная получается. Консервы накидал на Камчатку, короче, консервы мясные. Рыбные не хотел, но потом, думаю, для кого возьму пару рыбных консервов. Накидал каш, накидал туда. Накидал рыбацкого. Потом все это взвесил. Перебор. Давай от сердца, от души, банку эту, банку ту, блин, не знаю, вот притык. Ладно, не буду ничего говорить, что я везу туда. Надеюсь, если будет съемка, если я доеду, потом увидим, что я туда привез. Оксана Мизинцева, поздравляю вас с юбилеем.
Привет, привет, Оксана. Это тоже моя, скорее всего, землячка с нашего села, родом село Покча, с нашего райцентра, 30 с лишним километров, ниже по течению реки Печоры. Станислав Валерьевич, более жирнее, чем судак и менее косливей. А, это про налима. Ну, не знаю, судака я не пробовал, ни разу, кстати. Николай Комаров. Геннадий, здравствуйте, поздравляю вас с юбилеем. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и долгих лет жизни, а главное здоровья крепкого вашим близким. Огромное спасибо за поздравления, спасибо на добром слове, приятно читать какие комментарии. Они тоже там вот говнюки там что-то раньше писали. Гаминг Ворлд. Геннадий, а Сергея с Камчатки кашей собственного производства будешь угощать? Конечно, конечно. Везу кашу, везу мясную тушенку, везу консервы с дикой утки, то, что готовил. В общем, пустым не еду. Будем пробовать, будем дегустировать. И ну, Серега будет давать оценку. Я еще скажу, еду не один. Со мной едет еще один товарищ с Москвы. И будем втроем, ну и с Леной, если вчетвером, дегустировать наши консервы. Будем смотреть. Мне нравится, не знаю, понравится ли моим друзьям. Не знаю, посмотрим. Так, Геннадий, так. Александр Мальцев. Геннадий, а вы же с Дрюней 11 знакомы? Когда он к вам на рыбалку приедет, я смотрю все ваши рыбалки. Дрюня приезжал ко мне уже 2 раза. Приезжал первый раз летом. Мы где-то, наверное, больше недели тут были, рыбачили на Печоре. Есть ролики и на моем канале, и на канале у Дрюни. Потом он приезжал прошлый год зимой. Собирался на первый лед. Там у него были кое-какие там неприятности. Утопил буксировщик. На дне он пролежал больше недели, наверное, там. Потом он приехал ко мне, здесь порыбачили. На налима мы не поймали, не попали, но у крупного трофейного налима мы все-таки одного поймали. Там 6 с чем-то был килограмм. 2 крупные щуки Андрей вытащил тогда. Количество рыбы было мало, но качество было хорошее. Хариуса поймал крупного на комбайн. Все эти ролики есть и на моем канале, и также есть на канале у Андрея. Так, Геннадий Кугубаева. Рыбный напиток тоже везешь? Да, вот везу, только не знаю, довезу, не довезу. Все-таки на поезде бы я довез. Ну вот на самолете, не знаю. Может, в аэропорту скажут, выкидывай все нафиг, да и все. Дам, конечно, багаж с собой-то, естественно, в ручной кладине пропустят. Дам багажа, там видно будет. По крайней мере, спиртное вез с моря. Вино было, чача была, коньяки там всякие разные. Никто ничего не сказал. По килограммам вот весили мы, разделили. Так, немножко так вот. Немножко разделили все это хозяйство на всех по весу. Там 23 на человека, а нас ездило тогда 4 человека, наверное. Да. На 4 разделили, и у нас было это 90 килограмм. Так мы привезли только, наверное, литров 60 этого южного напитка. Нормально. Тогда было можно, сейчас не знаю. Конечно, везу на дегустацию, как нет. А как это, на рыбалку, да без рыбацкую, вы что? Хотя Серега сам делает напитки. Саня, который со мной тоже едет, сам делает напитки, так что будем дегустировать напитки у каждого. Вот. Так, Станислав Валерьевич пишет, как без него, действительно, как без него. Родники, это у нас Серега тоже. Раньше у него был канал Carving Art, теперь он поменял название. Сейчас канал называется Родники. Это тот Серега, который мне сделал крупного такого метрового медведя, наверное, с рыбой, с цельного дерева, с бревна. Он мастер по резьбе дерева сделал мне Серега. Вот у него тоже есть канал. Сейчас называется Родники. Раньше назывался Carving Art.
Добра и мира вашему дому. Поздравляю с юбилеем канала. Спасибо. Серега, кстати, мы тоже в прошлый год ездили в декабре при температуре минус 37 на рыбалку. И Серега поймал одну щуку. И окуней 6, наверное, поймали. Было холодно. Было очень холодно. Но поставили палатку, растопили печь. Нормально. Не замерзли. В избе были там 3 дня там. Так. И Геннадий Кугубаев. Еще бы научиться гнать рыбацкий напиток. А там ничего сложного. Сахар, дрожжи и вода. Главное перегонять нормально, чистить и настаивать. Я настаиваю на сушеной черемухе. Исаков Роман. Поздравляю с юбилеем. Спасибо. Игорь Сороколетов. Мой WhatsApp. Тут ничего не видно. Все-таки YouTube, наверное, блокирует все ссылки, все номера телефонов. Станислав Валерьевич. За юбилей. За юбилей. Первая пятилетка. Геннадий Кугубаев. За юбилей. Ну и не могу я пока за юбилей, друзья, потому что мне за руль садиться. У меня семейка на даче отдыхает. И не пишут ничего. Сказали, что мы будем смотреть, а не пишут. Хоть бы написали что-то там. Все маханули, не все маханули. Игорь 40 лет у вас. Так, Максим Бардачев. Что со звуком? Ну вот, опять звук у нас пропал. Будем говорить громче. Андрей пишет. Геннадий, приветствую вас. Как наш солдат? Наш солдат нормально. Жив, здоров, принес отличную характеристику от командования части. Ну, схуднул немножко, да. Уезжал, был за соточку, где-то 110, наверное, 115 килограммов. Там не все, конечно, было мышечной массы, там, ну, худым он не был. Сейчас пару десятков килограмм он скинул, такой подтянутый. Ну, скоро мы увидим Романа на канале. Возможно, что-нибудь, да, несколько кадров закинем в ролики, когда будем, если получится, найду время смонтировать ролик на Камчатке, что-нибудь, может, залью прямо оттуда. Очень тихо, очень тихо. Ну, что я делаю? Будем говорить громче. Так, персоналом, так, как насчет мерча, футболки и т.д.? Может, снасти именные? Именных снастей нет. Футболку, я не знаю, ну, блин. Ну, посмотрим, посмотрим. Будет видно. Бардачок пишет, Максим, очень тихо. Вова Румянцев. Геннадий Геннадьевич, смотрю за вашим каналом очень давно. Я просто наслаждаюсь вами и жизнью вашего канала. Больше такого видео. Ну, по возможности, как бы, если есть возможность. Летом не мог чаще делать видео, потому что летом я работал. Летом я работал по возможности, совмещал полезное с приятным. Ну, как получалось. Зимой я работать пока не собираюсь, посмотрим. Если буду справляться, то будем всю зиму ездить на рыбалку и пилить ролики. Так, 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 что-то мы пропустили. Так, 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 так. Алексей Киселев, с юбилеем. 3 года уже не был в ваших краях. Все детство провел в Комсомольске. Теперь уже некому ехать, к сожалению. Здоровья вам и мирного неба, остальное приложится. Комсомольск, да, это в нашем районе, чуть выше по течению. Станислав Валерьевич, через наушники. Во! А, это если смотрят через наушники. Ну, понятно. У меня с динамиком, с телефоном что-то не то-то. А с ноутбука я что-то не получается у меня. Пробовал, там говорят, надо какую-то программу скачивать. Если кто-то умеет делать стримы через компьютер, как по правилам полагаю, ну, получается, напишите, научите, я буду делать так. Пока я через компьютер, у меня ничего не получается. У меня просто вот телефон, включил режим полета, чтобы не перерывать прямой эфир во время звонков. Wi-Fi включил дома, у меня интернет хороший, оптоволокно уже года 3, наверное, как назад провели. Раньше интернета не было, пользовались только мобильным. Это было медленно, долго, муторно и дорого. Теперь нормально. Сколько там? 1500, наверное, плачу, и интернет такой. Галя Мельникова. Друг из Москвы тоже блогер. А друг из Москвы тоже блогер? Еще раз с юбилеем. Ну, как
мы общались с ним, да, он там что-то снимает, но в основном, как я понял, для личного семейного архива. Возможно, сейчас после поездки, и мы узнаем. Возможно, сделает канал. Посмотрим. Виталий Колодежников. Всему чату оденьте наушники и прибавьте звук для наушников. Будет слышно хорошо. Виталий, спасибо за совет. Я уже так стараюсь говорить громче, но у меня голос почему-то немножко подсажен. Вроде, ну, попели, конечно, как без песен. Братан приезжал, на баяне играл, пели песни. И демобилизацию, и все такое, и много всякого хорошего было. Даже гитару доставали, бренкили, там что-то, и баян, и нормально. Встреча удалась. Геннадий Кукубаев, у вас на телефоне откуда вы смотрите, громкость тихо поставлена, прибавьте сами, звук слышно очень хорошо. Ну, тут у меня громкость полная у меня тут. Я не знаю, как ее прибавить. Все у меня тут полное. Не знаю, у меня тут наполнит. Говорю, телефон топил, может быть, из-за этого. Я заметил уже, когда я веду съемку с телефона, ну, бывает так вот, камера, допустим, села или там в рюкзаке что-то надо заснять. Прошлый год она у меня вертикально стояла. Вот изображение было вот узенькие, по бокам были черные полоски. В этом году хоть догадался горизонтально поставить, но звук, я не знаю почему, но он у меня тихий стал. Был телефон новый, он работал. Раза три я его топил, хотя он водонепроницаемый, звук у меня тихий. Если что-то я снимаю на телефон, в дальнейшем я его монтирую, получается, при монтаже я добавляю звук, то прямой эфир, к сожалению, я сейчас не могу ничего изменить. Как-то вот так. Сколько нас там? 85 человек. Ну вот. Кому-то уже надоело слушать, прислушиваться. Уже так. О, у нас тут вот еще есть. Я думал, все. Гена, здравствуй. Сергей Скворцов пишет. Поздравляю с днем канала. Здоровья и мира. Эдуард Гаман. Совсем так. Юрий Коношенков. Наушники не помогают. Плохо слышно. Все, ладно. Будем говорить громче по возможности. Колодежников пишет. Юрий, не помогают? Меня да, а у вас нет. Такого румянца. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю дальнейших процветаний. Спасибо, Вова. Виталий Колодечников, у меня да, у вас нет. Все это по звуку, по звуку, по звуку. Александр Мальцев, вас хорошо слышно. Геннадий Кукбаев, ну, не вы, а зрители пускай прибавят звук. Вас, Геннадий, слышно замечательно. И слава богу. Так, Вася Растворов. Дядя Гена, с праздником вас. Смотрю ваши видосы. Спасибо за местные виды. Осек Земляк, привет, привет. Так, Геннадий Кугубаев. Слышно замечательно. Персонал так. Ну все, на телефонах, как правило, сейчас по два микрофона. Одни снизу для принятия звука, другой сверху для шумоподавления. Если один из микрофонов забивается грязью, пылью, то начинаются вот такие приколы. Может быть, я в этих телефонах не силен, может быть, что-то не то. Но этот телефон я заказывал с Алиэкспресса, он работал идеально, пока я его 3 раза не утопил. Он уже у меня вот на такой вот веревке он привязан, вот на такой веревке он у меня привязан. Он у меня падает в воду, я его потом достаю. Если бы не было веревки, он давно бы уже утонул. Свет ночи. Доброго вечера, Геныч. К началу не успела, но забежала поддержать. Это у нас свет ночи, это у нас Надежда. Надежду я узнал по стихам, которые пишет она в комментариях, просто, ну, можно сказать, стихами Надя разговаривает. Тоже есть свой канал на ютубе у Нади. Надежда, в общем, познакомились мы с Надеждой у Кости на канале. Я заметил комментарии в стихах. Костян это, который, это не диалоги о рыбалке. Вот. Кстати, я уже говорил раньше, благодаря Костяну, как бы, я узнал вообще, что есть YouTube, что есть каналы и все такое остальное. И как бы списались в личке с Костей и как, ну, решил открыть и свой канал.
Вот, я ему, помню, писал. В принципе, говорю, всю жизнь снимал только для личного архива. Он говорит, давай, дерзай, все получится. Ну, как не, как-то да как-то вот, как получается, так получается. По поводу звука не скажу, что плохо. Так, ну хорошо, я тоже слушаю в наушниках, отлично. Максим Бардачев, с юбилеем, всего самого наилучшего. Спасибо, спасибо всем, спасибо за поздравления. Ну вот, опять догнали. Можно глоточек сделать. Пью морс клюквенный. Горбатский чирком. В честь первого юбилея канала. Немножко обязательно. Ну, немножко очень. Вот, остальное потом. Завтра у нас тяжелый день. Завтра с утра уезжаем на машине. Дорога плохая. Выйдем пораньше, с запасом. Лучше подождать, потому что если я опоздаю на поезд, это все, это труба. Потому что по расписанию по прибытию в Москву мне надо будет быстро лететь, не знаю как, скорее всего на такси до аэропорта Шереметьево. Там у меня будет часа 3-4, не больше. Так что все надо будет успеть. Ну, когда уже сядем в самолет, тогда уже можно будет вздохнуть облегченно. А когда приземлимся в аэропорту Петропавловск-Камчатск, тогда будет вообще все шикарно. Дай бог, что все получилось. Так, Максим, так. Ильдар Назипов, от всей души поздравляю. Спасибо, Ильдар. Геннадий Гугубаев. Иван Григорьевич как поживает? Надо с ним сделать стрим. Думал об этом. Как-нибудь сделаем. Иван Григорьевич сейчас, не знаю, сегодня он отдыхает, не отдыхает. Но так, еще два дня назад он еще был в санатории. Не знаю, приехал, не приехал. Поправляет. Ну, он каждый год осенью, не знаю, каждый, не каждый, но не первый раз, скажем так, он уже ездил в санатории. Тут у нас в республике есть хорошие санатории, там солевые ванны, все такое. В общем, поправляет здоровье. Вот. Как-нибудь обязательно сделаем. Если будет хорошая связь, возможно, сделаем стрим прямо с рыбалки. Как-то вот так. Станислав Валерьевич, Геннадий, почаще прямого эфира. Ну, почаще, скажем так, не получается. Не получается, потому что, скажу вам честно, дома бываю редко. В основном летом я всегда в деревне. В деревне у нас интернет плохой. Пробовал, сколько раз делал, все зависает. Ну, качество не то качество. И как бы по традиции буду по возможности стараться 13 ноября проводить прямой эфир. Я потому что еще и не умею, если честно. Вот когда буду вот через компьютер, вот без этого телефона, через компьютер, через программу вот проводить, тогда и звук будет в норме, и все будет хорошо. Сколько у нас время? Да сколько у нас времени? На данный момент у нас 15 минут 8. С Камчаткой у нас 9 часов разница, я уже говорил. Так, один Тугубаев пишет, хотим видеть, как он играет на баяне. Почему-то скрыли. За гармошку, наверное, то, что нарисовано. На баяне, ну, сыграем и на баяне, ничего нет. Станислав Валерьевич пишет. Геннадию надо сделать донат на хороший телефон. Да, он хороший телефон у меня, просто звук плохой. А так он крепкий, тяжелый, 10 мАч. Изображение вроде тоже как бы неплохое, нормальное. 128 мегабайт внутренней, гигабайт внутренней памяти. Восьмерка, оперативка. Нормальный телефон, только со звуком плохо. Как говорится, да. Так-то парень неплохой. Так, что у нас тут? Саня пишет. Саня, большой привет из Ударского района. Привет, Удара. Кстати, в Удару тоже
приглашали в гости, что-то пока не получается. И вообще я тяжелый на подъем, очень тяжелый. Я вообще не понимаю, как я поднялся поехать на Камчатку. Собираюсь, Серега меня приглашал уже года 3 назад, наверное. Все собирался, все не получалось. Он все писал, ну вот, Геннадий, опять первый лед без тебя, вот второй. Ну, вот на третий год вот получилось, и едем, не знаю. Дай бог, что все получилось. Сначала посмотрю в записи, чтобы узнать, куда путь вам предстоит, пишет Свет ночи, Надежда. Еду на Камчатку, Надь, к Сереге. У Сергея канал, Сергей, река Камчатка. Можете посмотреть на канале, какую он рыбу ловит. Возможно, такую же рыбу буду ловить и я, если получится. Игорь Сороколетов. Как с вами связаться? Ну, как со мной связаться? Да, легко и просто. В описании канала есть ссылки на мои соцсети. Это ВКонтакте, Одноклассники. Пишите сообщения хоть туда, хоть туда. В Одноклассники, правда, я захожу очень и очень редко. ВКонтакте, в принципе, смотрю каждый день сообщения. Так что лучше писать ВКонтакте. Напишите сообщение, и мы с вами свяжемся. Иван Филиппов. Здравствуйте. Когда видео, когда на рыбалку, когда река на Печоре лед встал. Лед встал. Лед пока еще не стоит на реке. Шуга идет полным ходом, но если ожидается через завтра, послезавтра минус 27, то и дальше вот неделя холодная, я так думаю, на следующей неделе лед встанет. Как встанет, это вопрос другой, но бывает где-то он стоит, где-то очень и очень большие промоины. Посмотрим. Дай бог, чтобы все стало хорошо, крепко и чтобы все замерзло. Без снега, чтобы крепко было, чтобы можно было не боясь ходить, ездить. А то прошлый год у нас буран провалился под лед. Ну, опасно, опасно. Надо сначала идти, смотреть, потом уже ехать. Так, Андрей Рейдан. Геннадьевич, расскажи, пожалуйста, как достают вас бобры? Плотины, заторы, где разлив, где засуха, мелкие реки страдают или как думаешь по вашей местности? Андрей, бобры эти достали уже, если честно сказать. По возможности, если где-то вижу эту зубастую крысу, я, конечно же, буду стрелять, если есть оружие. Я считаю, что их надо уничтожать. Не зря говорят, добудь бобра, спаси речку, рыбу. Там, где появились бобры, рано или поздно рыбы не будет от слова совсем. Потому что они строят такие плотины, что полностью закрывают путь к миграции рыбы. То есть рыба не сможет ни подниматься на нерест, ничего. Ну, короче, они вредители с большой буквы. По возможности я вот на озере, когда я раньше ходил на весновку, постоянно вот, они появились где-то лет в 2008 году я заметил первые плотины. Раньше не было. Раньше их не было. Они появились, и теперь они... Раньше я ломал плотины, помню, постоянно. Ломал по возможности. Бывало и час, и два, и три. Они строят еще лучше. Я не знаю, это надо на каком уровне, это надо капитально на них открыть охоту специально. Так же вот премию давать, что ли, как за волков. Я считаю, они вредители, их надо уничтожать. Вот так вот. Станислав Валерьевич, через ВК. Все правильно, через ВК мы найдем, будем общаться. У меня тоже тонул со временем, у меня тоже тонул, со временем вроде звук появился. Сергей Каменщиков привет передает. Хочу жить, сын приехал. Да, Ромка дома. Станислав Валерьевич, на Печоре нет судака? Линь. Судака на Печоре нет, линя тоже нет. Есть линьки, то бишь гальян озерный, один в один, похожи с крупным линем, но они мелкие. Ну как мелкие, достигают сантиметров, может быть, 20. Жирная вкусная рыба, очень хорошая наживка на налима, на щуку. Очень живучая, может выжить в любых условиях. Без кислорода, в тине, в грязной воде, в заморном озере. Они выживаемость у них 100%.
Даже с крючка снимаешь, бутылку кидаешь, через 3 месяца приходишь, они все живет. Александр Мальцев. Геннадий, а как бобра бить? Ну как? С близкого расстояния и с крупной дроби желательно, если нет нарезного. С 30-40 метров смысла нет его стрелять даже, он живучий, он просто не возьмет его ничего. Свет ночи. Легкой дороги, удачи, везения, пишет Надежда, спасибо. Так, ну чё, сколько нас? 83 человека. Говорим, час 17. Мои банщики так ничего и не пишут. Отдыхают они, гуляют, не гуляют, помылись, не помылись. Напишите хоть ехать, не ехать за вами или что. Надо же и мне тоже будет праздник-то отметить. Ротан есть у вас, спрашивает Станислав Валерьевич? Тот точно живучий. Нет, ротана у нас нет. И как бы, слава богу, наслышан, что где появляется ротан, то вроде пропадает тоже вся рыба. Не знаю, ротана надо с бобром свести, наверное, в одном водоеме, пусть там живут вместе. Андрей Шаглеев пишет: привет, Геннадий, что-то звук слабоват, плохо слышно, можно громче. Попробуем. Попробуем громче, да. Я то начинаю громче говорить, потом забываю. Не могу отвечать. Слишком громко. Александр Мальцев. Ну, а если в воде он утонет? Да, говорят, бобр в воде тонет. Но я так думаю, не сразу. Если близко от берега, то палкой достать можно, даже на глубине. Он все равно первое время там. Андатра не тонет точно. Ну и бобр, я вот один раз вот добывал бобра. Получалось у меня добыть бобра. После выстрела я его добил, он уже был готов, можно так сказать, и он камнем, я скажу, не ушел на дно. Я быстро-быстро там срубил палку, палкой потянуть. По крайней мере, минуты 3 он плавал, не утонул, это точно. Так говорят и про медведя. Медведь, говорит, тонет сразу. Сразу не тонет, он немножко все равно на воде. Он потом, может быть, утонет. Лось не тонет, это точно. Так, Гена, привет с Кирова. Станислав Валерьевич, ротан и бобер. Юрий Коношенков. Гена, подскажи, в разных регионах страны говорят о разной рыбалке. У нас на Дону говорят: о, Печора, там много налима и рыбы. На Волге тоже много рыбы. На Оке еще больше. А как вы говорите о реке Дон? О реке Дон я ничего говорить не могу. Я там не рыбачил. Ни разу. Ни разу не рыбачил. Проезжал, когда на море ехал, вроде бы речку эту рядом с рекой Ростов-на-Дону, да, конечно. Дон проезжал, а рыбу не ловил. Ничего не могу сказать. Док-код. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, здравствуйте. Станислав Валерьевич, в Астрахани тоже много. Кого много рыбы? Еще бы. Волга, рыбная река. Вова Мальцев, подскажите, пожалуйста, лицензия на уток у вас нынче сколько стоит? Лицензия на уток у нас стоит 650 рублей. Это как бы, если покупать, платить в сберкассе. Если оплачивать через госуслуги, то минус 30%. Вот считайте, там где-то получается 400, не помню, 60, 480, что-то такое. 60, 650 рублей минус 30%. Как-то вот так. Это на уток. На боровую, в принципе, стоит тоже 650 рублей, но там на глухаря 100 рублей отдельно платить надо за каждую единицу, и за тетерева 20 рублей. Пока так, не знаю, потом, может быть, что-нибудь поменяют. Анатолий Кривоносов. Геннадий, привет из Сыктывкара. Передай привет Андронникову Владьке. Андронников Владька, наверное, смотрит. Я так думаю, он, наверное, сейчас на работе, потому что вчера написал комментарий 2 часа ночи. Я так думаю, ну, может быть, дома, просто, может быть, не спит. Я как раз смотрю, что-то я тоже не могу уснуть, когда просто вот куда-нибудь собираюсь, на дальняк тем более, и вообще на рыбалку, на охоту,
Не могу уснуть, бессонница мучает, в голове все крутится, планы и все такое. В общем, спокойно будет только тогда, когда я доеду до места. Так, Владьке привет. Василий Литвинов, привет. Геннадий давно не заходил на канал. Сам понимаешь, мне до этого. Да понимаю уж. Всем здоровья, мира и добра. И вам мира скорейшего, Василий. Александр Мальцев, а вы охотились на медведя? Ну, скажем так. Разик было дело. Было дело. Даже пару раз, наверное, было. Один раз неудачно, один раз получилось. Федор Талеев. Геннадий, привет из Нарьян-Мара. Привет, Федор. У вас, наверное, уже речка стоит там. По крайней мере, Дима Канев смотрел уже, он ловит рыбу. Зимний сезон у него уже открыт. Тоже с Нарьян-Мара у меня друган. Руслан Костин. Привет, Геннадий. Думал, просплю. С юбилеем. Спасибо, Руслан. Федор Талев. Так, Станислав Валерьевич. Геннадий, не видел утку? Коптил ты? Нет, утку я не коптил. Не знаю почему. Ну, мне кажется, утка холодного копчения это что-то будет не то. Хотя вот сибирский странник Руслан коптит, вернее, он отдает кому-то вроде, коптят там его. Возможно, в будущем у него спрошу рецепт, что и как, и попробую. Но мне кажется, утку лучше сделать горячего копчения. Не знаю, посмотрим. Если что, попробуем и потом... Ну, если попробуем, по-любому увидите. Так, Мальцев, спасибо. Богдан Парначев, привет, Гена, с праздником, спасибо. Тяпля, привет. Поздравим с круглой датой. Пожелаю успеха во всех начинаниях. Дамир, привет, привет. Тяпляп, это у нас тоже YouTube канал. Дамир с города Сыктывкар. С Дамиром мы виделись, когда я приезжал в город Сыктывкар покататься на буфлофлоте. Правда, в планах было у нас сплавиться до моста через реку Вычегда, но нам помешал встречный ветер против течения, и вместо того, чтобы плыть по течению, у нас плот поднимало против течения. В общем, мучились, остановились на берег и отдыхали 3 дня там напротив города, прямо с Тукара. Вот. Там с Дамиркой мы попили пенного напитка, сходили в баньку, рыбки поели. Так что заходите на канал Тяп-Ляп и посмотрите Дамира. Тоже рыбак, ловит на фидер. Так что, может быть, когда-нибудь вместе порыбачим. Да, Дамир? Все возможно. Антон Саков. Дядя Гена, с праздником. Всего самого-самого. Привет из Карелии. Станислав Валерьевич. Да, сибирский странник. Они коптят там. Индюшку пробовал копченую. Классно. Я еще не пробовал. Я птиц только, наверное, курицу только горячего копчения. Это покупную. Сам не пробовал. Сало коптил, рыбу коптил. Птицу еще не коптил. Ну, может быть, когда-нибудь. Борис Борисович, добрый вечер, Геннадьевич, как дела у тебя? Да нормально все, что. Когда со здоровьем все в порядке, тогда и в остальном все в порядке. Главное не болеть. Всем здоровья желаю. Болеть, ну нахрен, это все. Все стоит, ничего вперед не идет. Хреново болеть, скажем так. Юрий Мезенцев, привет, с юбилеем. Юра, привет. Как там, рыбацкий напиток закончился уже? Юра тоже мой односельчанин, приезжал летом в отпуск к родителям, был праздник, день села, и ну, отметили нормально. Юра приходил в гости. Руслан Костин, звук, да, слабоват. Ну, какой есть уж, я уже ничего не могу делать, я как бы стараюсь говорить громче, но голос что-то подсел немножко, как могу, так говорим. Так, ну все, догнали? Хорошо. Задавайте вопросы, поговорим, поотвечаем. Подожди, что-то
Кто-то что-то мне спрашивал, вот я сейчас не могу доставать телефон, скриншот я делал. Так, Борис. Говорят, что сегодня у вас юбилей. Поздравляю вас, желаю удачи, счастья, здоровья, крепкого вам и всего самого наилучшего. Спасибо, Борис Борисович. Станислав Валерьевич, как насчет донатов? Да, ну как насчет донатов? Люди проводят прямые эфиры, как-то им капают донаты, там переводят деньги. Я вам говорю, я не умею это делать, не умею. Не знаю, может, не может, а умеет, народ умеет, там, донаты туда-сюда, там, бегущая строка, там, перечислили, там, инделин, у меня не получается. Так что, если кто-то хочет помочь материально, помочь каналу, в описании канала есть, как бы, счет карты, да, есть. Огромное спасибо, некоторые помогают. Хочу отдельное спасибо сказать Михаилу Малышеву. Он как зарплату мне зачисляет, одна и та же сумма, но ну, примерно одинаковая сумма, одно и то же число. Миша, огромное тебе спасибо за поддержку. Каждый месяц я от тебя получаю как бы помощь материальную. Огромное тебе за спасибо. Юра Пулагин тоже много помогает каналу. Как бы нужно, конечно, что. Для тех же поездок, вот скажем, раньше билет для Петропавловск-Камчатска туда и обратно 42 с копейками стоило. Сейчас вот Саня нашел где-то подешевле. Вот на сайт зашли, купили заранее, туда и обратно, и как вот скидки прошли, мы где-то тысяч за 28, наверное, туда и обратно билеты купили. Это только авиабилеты. Плюс еще ЖД билеты. Вот я купил сейчас билет 4 600, наверное, или 4 800, не помню, что-то такое. До Ухты добраться. Потом все это обратно. Конечно, накладно, как без этого. Ну, что теперь? Как-нибудь справимся. Летом работали, немножко денег подзаработали, правда, много ушло на ремонт мотора. Потом покупал четырехтактный гибрид. Он у меня что-то не выдержал нагрузок, пришлось обратно отправить. Правда, деньги вернули мне за мотор. Нормально, пока выдерживаю. Главное, чтобы ничего не ломалось. Вот когда ломается, вот морозилку сейчас вот, вроде получил зарплату, хоп, она морозилку навернулась. Надо морозилку покупать. И сразу считай, куда денежка ушла. Ладно, не будем о грустном. Привет всем, мало, пишет Ледо 86, Юра Морозов. Добрый вечер, с юбилеем, здоровья, удачи, спасибо. Станислав Валерьевич, жму тоже руку. Андрей Рейдан. Геннадьевич, насчет новой экшн-камеры не думал? Сонька 3000 хороший вариант. Насчет новой камеры я не думал, потому что в конце прошлого года я купил GoPro 9. Вместо утопленной GoPro 7 весной я прошлый год утопил ее, нечаянно кинул капюшон, и она у меня по большой воде весной бульк и утонула. Вот. Собрал денег до зимы и покупал, что-то на около 40 тысяч, наверное, стоило еще, 9-ю GoPro. В принципе, камера неплохая. Но в последнее время начала подглюкивать что-то, глючит. Может глюкануть так, что весь, допустим, 2-3-дневный материал, отснятый материал вот, на весновке, просто мне было очень жалко. 3 дня записи, и все коту под хвост. Заглючила камеру, и все. Не показывает ничего, пришлось форматировать ее. Все записи исчезли. Потом летом вроде бы нормально снимала. Осенью опять пару глюков таких было, что полностью, а то бывает просто файл не показывает. В общем, написал в магазин, в Москве я покупал. Они мне посоветовали прошить, перепрограммировать, в общем. Ну, помогли, подсказали, что как, скачал программу, закачал компьютер, скинул на флешку на GoPro, в общем, не знаю, брать не брать GoPro 4, но после прошивки я еще не снимал на 9.
Вот буквально сейчас будем испытывать. На всякий случай, если по весу будет влезать, возьму, наверное, GoPro 4. Там, правда, аккумуляторы плохо держат, но чтобы не остаться совсем без камер. Сонька трехтысячная, ну, говорят, да, хорошая. У многих друзей у меня, блогеров, такие камеры есть. Ну, лично мне не нравится сама камера, вот то, что она вот так вот торчит. Ну, неудобная. Вот как-то GoPro, она вот так вот более-менее удобная. Хотя Соньку кто-то сбоку, ну, не знаю, привык я к этой GoPro, изначально CG-кам был, потом GoPro. Пока это работает, покупать точно не буду, у них сейчас ценник капитальный. Дай бог, чтобы работало. Кирилл Вентилов. В Ютубе посмотрите, как донаты включить. Ну, смотрел как-то, может быть. Пока у меня нет времени этим заниматься, честное слово. Время, если я на рыбалку сходил, пришел, это отдохнул, скинул материал, пока монтаж, одно, другое, третье. Монтаж тоже занимает достаточно, ну, немало времени, скажем так. Потом это залить, потом ответить на комментарии и все такое. Смотришь, уже опять ехать надо на рыбалку. Ну, посмотрим. Как-то надо и... Сейчас будет, конечно, намного проще. Ромка дома. Элементарно даже вот работа по дому, там, помочь. Вот сегодня снег почистил, я уже не выходил, я уже занимался своими делами здесь по дому. Ромка дома уже хорошо. Пока все равно поможет. Так. Природа и рыбалка нянь дома. Нян дома. Привет с Архангельской области, город Няндома. Геннадий, процветания твоему каналу и тебе спасибо. Провинция, доброго времени суток. Пишет Руслан Костин. Я говорил же 9 ноября, что уедешь на рыбалку. А говорил же 9 ноября, что уедешь на рыбалку. Не поехал? Я говорил, что поеду скоро. Завтра еду, завтра выезжаю. Вот сегодня соберусь, завтра выеду. Но на рыбалку буду, получается, 15-16. Где-то числа 17, наверное. Я уже, я так думаю, поедем на рыбалку. Там уже будем на Камчатке. Станислав Валерьевич, далеко, конечно, ехать, но классно. Я так думаю, тоже классно там будет. С флешками тебе все не везет. Да не флешка, это скорее всего камера глючит. Ну, может быть из-за флешки, я не знаю. Но это хоть перезагружаю, да, она хоть это работает. Одна флешка тоже была на 64 гига, как зависла, так и все, я ее так и не восстановил. Староед Петрович, Геннадий, а как монтировать ролики? Это надо же через ноутбук делать, через телефон не сделаешь монтаж, естественно. Монтирую я через ноутбук, через компьютер. Программа Moavi Video Suite как-то мне посоветовала. Сначала советовали Соньку, Sony Vegas, что ли. Вот Костян советовал мне ее. Что-то я пробовал, у меня что-то не получилось закачать ее. Потом вот Славик с Якутии посоветовал мне вот эту Moavi видео. Скачал программу, начал пользоваться и нормально привык, и теперь мне другой ничего не надо, как бы, как я монтирую, мне ее вполне хватает. Юрий Стрыгин, удачи, добра, здоровья, молодец. Привет, Юра. Вадим Перец, хороший канал, молодец, Геннадий, как сын приехал. Привет, Вадим. Сын нормально приехал, раньше меня даже, получается, приехал, ехал встречать, даже до Воевожа разъехались, отметили, нормально приехал, подтянутый, повзрослевший, все хорошо, Вадим. Вадим Перец, это мой земляк. Спасибо, Вадим, за подарок. GoPro 4 получал от вас с Натальей подарок. Огромное вам спасибо. Она лежит как бы в запасе. Но это до первой рыбалки с Ромкой, до первой охоты с Ромкой. Если нормально она будет работать, я там заказывал аккумуляторы новые. Если все на морозе почему-то только напрямую работал, а летом, я так думаю, на наших совместных охотах теперь мы будем видеть, дай бог, все нормально получится с двух ракурсов. Я буду снимать на GoPro 9, Ромке дам 4 GoPro и будем снимать с двух камер. Как-то вот так.
Старель Петрович, так, рыбалка 40 рус. Привет, поздравляю с юбилеем. Если будешь брать Sony, бери Sony 300, 3000 переплата денег. Желаю ни хвоста, ни чужие. Спасибо за совет. Sony 300 у Сереги. Серег Василенко с города Ухты. Мы ездили на севера тоже, ловили Кариуса. Канал Рыбалка, фото Республика Коми. Сереги что-то не видно пока. Родники через телефон тоже можно монтировать. Есть очень хорошие программы на Android. Ну, не знаю, Серега, я как-то не пробовал и не заморачиваюсь. Ноутбук я возьму с собой. Будет время, будет возможность, что-нибудь смонтирую и залью ролик прямо с Камчатки. Так, Старый Петрович пишет, понятное. Серега вот пишет, просто отдых на рыбалке. Где Роман Геннадьевич? А в воскресенье ведь танцы, я с бани пришел. Роман Геннадьевич в бане отдыхает на даче. Всей семейством там они поехали в гости. На дачу, баньку, короче, расслабляются. Старый Петрович, так. Геннадий, вы обещали в следующем видеоролике передать привет Виктору Петровичу, Астраханской области, Актубинский район, село Балхуны. Ну, я обещал, я передавал, если честно сказать, вот все обещанные приветы. Был такой ролик у меня, была избушка, была ночевка, я был один, мы болтали где-то час, все это было записано, все это было передано, конечно, много болтали, много тем раскрывал, как типа прямого эфира было, только это все было в записи. Ну, запись пропала, запись, к сожалению, пропала, пропала рыбалка, пропала запись с избы. Осталось немного только записи, когда уже по возвращению я проверил продольники. Коротким роликом выпустил, уже не стал ничего говорить, как-то расстроился. А так, огромный привет, Виктор Петрович. Привет в Астраханскую область, Ахтубинский район, село Балхуны. Привет. Татьяна пишет нам, вот это сюрприз. Добрый вечер, Геннадий, и все, кто с вами. Роман с приездом. Заждались тебя, удачи и процветания канала. Спасибо, Татьяна. Юра Кулагин появился. Привет, привет, друг. Привет, Гена пишет. Поздравляю с деревянным юбилеем. Удачи на рыбалке. Ну, секрет, так секрет. Я же говорил, Юра Кулагин с Уфы, вот он и появился, собственной персоной. Так, Старый Петрович пишет, так что-то Федор Толев. Все, забываю спросить, что с утопленной камерой? С утопленной камерой, ну, лежит где-то, наверное, на дне реки или там засыпала песком. Конец фильма с утопленной камерой. Пропала она с концами. Старый Петрович, спасибо большое. Так, Станислав Валерьевич, Геннадий, скинь номер карты, мы тебе на дорожку донат сделаем. Это будет по желанию каждого. Так, а как донат делать? Ну, давайте сделаем, если получится. Сейчас в описании поставлю я с этого, как говорится, ну сейчас сделаю. Номер карты у меня в описании канала. Сейчас оттуда смонтируем. Так, 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 вот так вот сейчас вот сделаем. Так вот так. Вот так вот. Так, так, раз. Памс. Раз. Копировать. И сюда. Сейчас мы ставим в описании, если получится. Ага. Как это сделать? Комментарий сюда добавить. Ставить. Это понятно. Комментарий-то он ушел. Комментарий уйдет. Так, подожди. Так. А как описание сделать? Да я не знаю, как описание-то сделать. Видите, я даже не умею это делать. Так что не получится.
Не получится ничего. Не знаю, друзья, не знаю, как я написать. Комментарий в этом оставил. Так. Ну ладно, друзья, если что, в описании канала есть это, номер карты. В общем, как-то вот так. Всем спасибо, кто поможет. Так, свет ночи. Юра Кулагин, не секрет, Геныч уже говорил, на Камчатку едет. Руслан Костин, есть карта. Карта вышла. Ребята, подскажите, как донат делают. Ну, не знаю, как я донат делаю. Я говорю, я этим делаю. Как-то спросил у Санька, друид Феофан. Он сказал, что это сложно. Но он сам делает, не знаю. Ну, может быть, когда-нибудь научусь, сделаем. Пока не получается. Вот. Карта вышла. Ребята подскажите, Руслан, ну так не работает. Не работает. Не работает. Ничего не работает. Так, так, так. Ну-ка. Видео, может быть. Сейчас я донажимаюсь. А, вот, наверное, в описании вот сюда сейчас сделаю. Тынк, тынк. И сохранить. Ну-ка. Что получилось? Вышло ничего-нибудь. Так. Сейчас главное, чтобы не пропало ничего. А, ну вот появилось, да. В описании к этому ролику тоже появилось. Так, Геннадий, поздравляю с юбилеем канала, пишет Атанас Кузьмов. Кузьмов. Успехов, процветания. Спасибо. Плетеный человек передает привет. Тебе тоже привет. Привет всем. Руслан Костин нет. Родники. Есть много обзоров на ютубе, как установить донат. Да, Серега, как-нибудь, может быть, сделаем, установим это все. Пока никогда не для этого. Холодешников Виталий Владимирович пишет, приедешь на Камчатку и спросишь там у друга, кому едешь, может быть, он поможет. Не знаю, Серега, что-то я не помню, чтобы он прямые эфиры проводил, но если что, вместе сообразим, может, что-нибудь. Может, Саня что подскажет. Посмотрим. Если что, замутим прямой эфир прямо там, с Камчатки. Ну что, банчики, что они ничего не пишут-то мне, а? Вот супруга написала, и все, забыли, или там интернет пропал. Жду от вас сообщения, что, за вами ехать, не ехать, или вы сами доберетесь. Время-то вон уже 8 часов без 10. Так. Станислав Валерьевич, хорошему человеку почему не скинуть? Кто сколько может, он же для нас старается не ради денег. Общение, друзья. Я когда создавал канал, я вообще не думал о то, что... То есть не то, что не думал, а не знал, что с помощью Ютуба можно зарабатывать деньги. Я вот год работал, 1000 подписчиков стало, потом мне пишут, а ты в курсе, что можно вот подключить монетизацию? Типа, я говорю, да, ну, а как, что как? Ну, один подсказал, второй включил монетизацию. Прошел еще год. Наверное, еще 2 даже прошло. Когда уже каналу было года 3, наверное, мне сказали, там, если подключена монетизация, надо зайти туда-то, туда-то, сделать то-то, то-то. Капает там. Начали монеты капать потихоньку, баксы. Я не знал, как вывести. Потом, благодаря друзьям тоже, кто уже этим занимается, один подсказал, второй подсказал, в общем, научился выводить. Да, немножко успел подзаработать до тех пор, пока не ввели санкции. Теперь это все в прошлом уже. Сейчас от Ютуба нет никакого дохода, весь доход. Яндекс.Дзен есть доход, но там он очень маленький. Рублей 30 в среднем в день капает. Так что, друзья, смотрите ролики на Яндекс.Дзен, подписывайтесь. Этим самым вы будете помогать материальному развитию канала, потому что за каждую подписку, за каждый просмотренный ролик на Яндекс.Дзен тоже будет капать денежка. Сейчас там идет 2000, начало 2021 года. По возможности я пачками туда заливаю ролики
и ролики там выходят каждый день. Кто не смотрел мои ролики 2-3 года назад, можете посмотреть. Там выходят каждый день ролики на Яндекс.Дзен ровно 15 часов. Если успеваю, я сразу. Вот сейчас я сделал запас, закачал как-то, сидел дома. Роликов 30, наверное, у меня ушло на Яндекс.Дзен. Там первый лед 2020 года с Григоричем, как мы ловили, как жили в избушке, пели песни, ловили рыбу. Кто не смотрел, заходите, смотрите. Все очень интересно. Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен. В принципе, ссылку на Яндекс.Дзен я оставляю в каждом закрепленном комментарии. Ну, почти в каждому ролику. Так. Юра Кулагин тут пишет. Так, мы пропустили что-то, может быть. Так. Станислав, так, Юра Кугубаевский, так, Роман Клец, Геннадий, привет. Роман, привет. Роман Клец, это у нас, так сказать, член команды Бухлоплота. Я вам говорил, мы ездили в Сыктывкар Бухлоплот. Роман нам приезжал на лодке, пытался утащить Бухлоплот по течению, который так упрямо никуда и не поехал. Серега пишет, родники, было бы классно, если бы вы проверили прямой эфир с Камчатки. Ну, попробуем. Юра Кулагин пишет, Ген, передай мне привет, а то интернет тупит. Привет, Юра, огромный тебе привет. Станислав Валерьевич, не надо тебе банщиков, а то не уедешь. Да, нет, уеду. Я как бы чисто так, чуть-чуть символически буквально и все. Тем более завтра поедет Роман на своей машине, поезд отвезет меня, сам он останется встречать друга. У Ромки друг, с которым они учились 4 года в училище, жили в одной комнате, должны были уйти в армию в один день, но там что-то с медкомиссией у Димы не срослось, Дима Кузнецова, у него товарищ, друган, и он на неделю ушел чуть позже в армию. И вот получается, Роман сейчас приехал уже, а Дима сейчас вот через дня 3-4 должен подъехать. Завтра Роман меня везет в Ухту и остается встречать друга с армии. Получается, он на неделю раньше уехал, на неделю раньше приехал. А потом приезжает и провожает еще одного одноклассника с армии. Чуть запоздал, Мишу провожает. В общем, встречи, проводы. Ой, бедная печень. Так, Егор Данилов. Добрый вечер, Геннадий. Как у вас со льдом? У нас на Удале местами встал. Я так думаю, на следующей неделе тоже встанет, потому что морозы пришли, -8, холодно, снегу навалило, а снег с морозом это дело сделает очень и очень быстро. До 27 градусов обещают послезавтра. Завтра тоже холодно. Плетеный человек. Гена, звук погромче можно? Нет, нельзя. Нельзя, к сожалению. Давайте я попробую опять же погромче говорить. Ну, звук, к сожалению, такой, какой он есть. Кузьня Кузьмича, 74. Привет, дружище. Привет. Так. Что-то у меня тихо, плетеный пишет человек. Сергей Липатов. Геннадий, привет. Привет, Серега. Станислав Валерьевич. Ян Цикаден это не то. Все привыкли к Ютубу. Это насчет Яндекс.Дзена. Ну, привыкли к Ютубу, это хорошо. Но мне многие предлагали, давай, говорит, ты, чтобы перевести народ на Яндекс.Дзен, делай так, допустим, одну серию кидай на Яндекс.Дзен, вторую на YouTube, тогда, говорит, народ будет подписываться. Ну, это получается типа шантаж, что ли. Ну, это как-то, я считаю, ну, неправильно. Рано или поздно, когда вот все-таки на Ютубе мне получается не каждый день кидать ролики, там, когда бывает через день, когда через два, бывают перерывы по 4-5 дней, а там стараюсь кидать каждый день. И рано или поздно, я так думаю, через годик, через полтора, если даже YouTube останется, Яндекс.Дзен потихоньку догонит YouTube, и там они будут уже идти как бы параллельно Яндекс с YouTube. Вот тогда, да, когда там разница будет в день, у кого нет желания совсем переходить на Яндекс.Дзен, будете смотреть на YouTube.
Ну, возможно, на Яндекс.Дзен будет днем раньше, скажем вот так вот. Может быть, я сделаю так, может нет. Я еще не знаю, как это будет. Ну, посмотрим. Сначала надо догнать. Это еще год пройдет как минимум. Дело в том, что я говорю, если YouTube не пропадет, если у меня канал не закроют, вот я говорю, одно видео уже просто пропало, без объяснения причин, просто удалили видео. Кстати, просмотров было там достаточно. Рыбалка на сети, вот кто-то видит, нет, вот весеннюю мою рыбалку на сети, кто смотрел, посмотрите сейчас. Я вот сам я вижу этот ролик, мне пришло на электронку, что его удалили в связи с нарушениями там какими-то. Что конкретно без объяснения, просто удалили и все. Авторские права не нарушены. Кое-что в сообществе, там, правила Ютуба какие-то нарушил, там, может не то, что что-то, может, не то сказал, что-то, может, не так выразился, кто-то, может, кинул жалобу, там, что, может, на сети рыбу ловлю, не знаю, как это было, но фактически ролик удалили и предупредили, что еще будет пару нарушений, и канал удалят без объяснения причин. Вот в этом случае тогда уже точно лучше переходить на YouTube, потому что создание нового канала, ой, на Яндекс.Дзен, потому что создание нового канала на YouTube это будет очень долго и неудобно. Есть еще канал на Рутубе, но там пока у меня нет времени вообще на него, ничего не закидываю туда. Так, Егор Данилов пишет: добрый вечер, как у вас? Так, читали. Сергей Липатов читали. Так. Руслан Костин Григорьевичу, кстати, тоже отдельный привет. При встрече обязательно передадим. Григорьевич канал смотрит. Правда, у него сейчас с телефоном тоже зарядка сломалась. Не знаю, сделал, не сделал телефон. У него, кстати, такой же телефон, как у меня, только модель немножко другая. Тоже с Алиэкспресса заказывал. Так. Юрий Яковлев хороших рыбалок желает. Спасибо, Юра. Татьяна пишет. А Сергей Абатя приедет на рыбалку? Сергей это ведь друг, с которым в командировке были. Привет ему большой. Камчатка это здорово. Нет, это, Татьяна, не тот Сергей. Сергей это где-то мой ровесник, может даже на пару лет старше. Серега сам проживает в Камчатке. Вот я к Сереге еду в гости. Андрей Шаглеев. Геннадий, передай привет Ольге Анатольевне Шаглеевой. Шаглеевой. Привет, Ольга Анатольевна, тебе от Андрея. Саня Растворов, Геныч, здоровье, Дима 15-го на самолете в Ухту прилетает. Санек это мой, как бы сказать, товарищ, который ни разу был на нашем канале, на рыбалках, вот на уток тоже сидели, ждали, охотились, ждали, вернее, дольше ждали. В этом году они с Серегой ждали без меня. Я как раз валялся дома, болел как раз. Ну, что-то много в этом году плохо было. Сутки дела. Рыбы немножко поймали. Да, Саня, ну, Дима-то 15-го приезжает, наверное, домой уже не поедет. Тут Шуга как раз распутится, будет, наверное, уже здесь останется. Или в Ухте там останется. Не знаю там. Но Роман едет встречать. Говорит, встречу обязательно. Даже хотел вроде бы форму вести там, чтобы сфотографироваться вместе. Так, Алексей Цветухин. Геннадий, привет. Передай, говорит, привет с Урала. Привет с Урала. Передайте нам привет, мы вас любим и уважаем. Взаимно, Алексей. Уважуха. Станислав Валерьевич. Алексей Цветукин. Привет с Урала. Уралу. Тут уже друг другу передают приветы. Боря Попов. Привет с Помоздина, с юбилеем и дальнейшего процветания. Привет, земляк. Помоздина это Усть-Ломский район. Помоздина проживает двоюродная сестра моего отца. И также проживает троюродная моя сестра, это Рая Артеева. А, ой, забыл, вот голова, два ухота. Рая Артеева, если смотришь, как маму-то зовут?
Евстолия. Евстолия Ивановна. Ох, память, голова. Вот Евстолия Ивановна, двоюродная сестра моего отца. Приезжали, когда еще отец мой живой был, на 70-летний юбилей. Это было когда? В 2009 году. Приезжали к нам в деревню. Вот, родники. Серега пишет. Сейчас Рутуб гораздо быстрее и популярнее развивается. Может, стоит там тоже канал создать? Серега, на Рутубе я канал создал, даже закинул роликов 15. Я хотел полностью скопировать YouTube, то есть начал кидать туда ролики с самого-самого начала. Если на Яндекс.Дзен я выборочно, где-то года с 20-го более-менее интересный подряд нет. На Рутубе я хотел просто скопировать YouTube. Рано или поздно, когда будет время, я обязательно скопирую, потому что, не знаю, YouTube, говорят, что закроют, то не закроют, потому что Рутуб у меня будет полной копией Ютуба. И все ролики, что есть на Ютубе, они у меня есть на жестком диске в основном, и будут они на нашей российской платформе рано или поздно. Станислав Валерьевич, Ген, я понять не могу, ты же ждя себя ловишь. Ты же для себя ловишь. Что за негатив за удочки в клеточках? Деды, прадеды ловили, и всегда рыба была. Да, мой отец всю жизнь ловил рыбу на сети. Только река, первые продвижки, еще ледоход толком не идет. Мы уже ели рыбу, он уже закинул где-то сеть, сиг, щука там. Язяк, кстати, раньше меньше было почему. Также ловил он и на сети на озерах, постоянно. Ну, летом он бывало еще ловил на кораблик Хариуса. На лима колол острогой. Зимой на лима ловил. На сети были весной, вот осенью ловил. Летом нет. Летом рыбу на сети не ловил, и смысл ловить летом, она в теплой воде портится рыба сразу. А так я ничего зазорного в этом не вижу. Главное, чтобы ячья была не такая вот там 25-ка, 30-ка. Если нормальная чая, там 35-ка, 40-ка хотя бы, ну для наших мест, как говорится, это я считаю нормально, ничего в этом нету. Главное для себя, если ловить, то почему нет? Нормально. Я нормально к этому отношусь вообще. Так, Станислав Валерьевич, если в озеро в аренду берут и черпают неводами, это норм. Все молчат. Я вообще против этого, если честно, что озера, даже вот участок реки однажды нам, не нам, а у нас хороший участок реки, рыбный участок реки дали в аренду. И несколько лет оттуда просто действительно черпали, даже вроде бы как не разрешали другим там рыбачить. Ну что, кончить рыбу не кончили, но рыба стала заметно меньше там. По крайней мере, крупные рыбы, крупные щуки там стало меньше. Вот. Дмитрий Хозяинов. Привет, Геннадий с Кожи. Немного на карту скинул, чем мог. Спасибо. Спасибо. Так, я что-то не вижу. Прошлого года они пинкелин прилетало. Сейчас, может, прилетит. Саня Растворов. Да, он сразу сказал, что 25-го будет тусить в Ухте. Это у нас про дембеля Диму Кузнецова. Ну ничего, Сань, мы потом это Коле на юбилей поедем, 50 лет, он же приглашал нас. И Диму, и Рому, и тебя, и меня, и весной же он сказал. Когда у него юбилей, я забыл. Где-то сейчас, в ноябре вроде. Ой, если в ноябре, то я уже не успею. Если в декабре, то я успею. Ну-ка, Санек, напомни, какого декабря или какого у него юбилея-то? Полтос. Если что, мы обязательно поедем, если я успею приехать. Дмитрий Ком. Геннадий, привет тебе из Нижнего Новгорода. И всем друзьям привет. Привет, Дима. Дима тоже мой старый друг. Постоянно вижу, конечно. 17 декабря. О, нормально. Так что дай бог нормально съездить, дай бог нормально вернуться. А 17 декабря 100% уже будет лед на реке. Будет открыта переправа. И на наших буксировщиках рванем в поселок Тимушбор отмечать у Николая юбилей 50 лет. Так что, Коля, хочешь, не хочешь, а жди, мы приедем. Рома будет здесь, если работать не будет.
Санек что-нибудь придумает, да, Сань? И дадим жару. Как-то вот так. Леонид Афанасьев. Привет, Геннадий. Хочу поинтересоваться, на Диком Ваде водится ли щука с юбилеем канала и процветания? Э, Если честно, не знаю. Я там ловил только окуня. Окунь там, кстати, подрос. Раньше они по жизни были вот такие. Сейчас окунь, не знаю почему, но ну, уже нормальный окуня. Стал окунь покрупнее. Я, кроме окуня, там никакой другой рыбы не видел. Говорят, раньше подъязка ловили, типа там как по каким-то проходам, э, по ручьям ясь поднимался туда. Не знаю, я не видел ни подъязков там. Кто-то мне говорил даже, что кинули там сетку крупную, там 50-ку, 60-ку. Влетело даже, говорит, там несколько крупных карасей. Карасей я там тоже не видел. Ни на сети, ни на удке, ни на чего другое, кроме окуня, я на Диком Ваде не ловил. Не знаю, водится она, не водится. Если кто-то смотрит эфир и кто-то ловил другую рыбу, кроме окуня, прошу написать. Так. Гена, привет, Земля, плыви. Классик пишет, вези с Камчатки икры побольше, поездку окупишь. Ну, не знаю, можно ли оттуда вообще что-то вывозить, икры там или рыбы. Где-то я читал, что икру увозить вообще нельзя. Насчет рыбы не знаю. Посмотрим. Если что-то получится, конечно, привезу. По возможности, если получится. Ну, насчет окупишь, я не знаю. Если я такую вкусняшку привезу, навряд ли я буду ли ее продавать. Я, конечно, буду кушать сам, кормить семью, друзей, знакомых. Продавать такую вкусняшку я точно не буду. Станислав Валерьевич, буксировщик сейчас, наверное, такой, как у тебя не купишь дешево. Ну, думаю, да. Я так думаю, в моей комплектации, ну, у меня какая комплектация? У меня очень дорогая гусянка, это вот бивер, гусеница, летая 600-я, 30 миллиметров грунтозацеп цельная. Вот она очень дорогая. Потом у меня электростартер. Потом у меня этот, ну, реверс это обязательно, толкач, стекло было, фартук на толкаче, задний ход, это, естественно, говорил. Заднее корыто у меня еще было, кофр, получается, и 250 с чем-то было. Сейчас, наверное, я так думаю, моей комплектации, наверное, ближе к 300 тысяч, наверное, будет. Не знаю, не заходил. Знаю, что мне писал кто-то, хотел продать буксировщика за столько же, за сколько он купил. И просил, чтобы я указал на канале, но буквально сразу же он сказал, что все, Гена, не надо. У меня, говорит, купили. Это было 195 тысяч, что ли. Новый буксировщик просто человек купил, и там, где он хранил этот буксировщик, там, ну, родные там умерли, что ли, и хранить его стало негде, на рыбалку ходить никак. В общем, по этой причине продал. Так, буксировщик, так, 10 килограмм сейчас по закону разрешают перевозить. Ну, хорошо, 10 килограмм. Сначала поймать надо, чтобы привезти. Это хорошо. Так, Андрюс, привет из Швеции. Привет. Швеция, Швеция, привет. Швеция. Так, ну что, будем, наверное, закругляться или как? Что-то, сколько у нас? 77 человек в эфире. Задавайте вопросы. 75, уже двое ушли. 8 часов. Прошлый год мы болтали часа 3, наверное. И что-то я не успевал. В этом году что-то у нас нет активности. Давайте задавайте вопросы. Так, у тебя же, как у странника, такой же. Буксировщик, да, у Руслана тоже Сибирь. Только насчет гусянки у него, не знаю, я видел, он ездил на лыжном модуле, колесно-лыжный модуль у него был. Не знаю почему, но мне больше все-таки по душе толкач. Потому что толкач, когда едет по снегу, по целику, он утаптывает перед собой снег,
и потом по утоптанному снегу уже едет. Колесно-лыжный модуль, то есть колеса или лыжи, допустим, утаптывает по сторонам, гусеница едет, получается, по целику, и у него больше шансов забуриться, получается. И как-то вот толкач нравится больше. Дрюня, тебе в этом году не собирался, спрашивает Владимир МС. Собирался. Были планы у нас на весну приехать. Весна прилетела и пролетела мгновенно. Не успели. Продольники, на продольники Андрюха хотел приехать. Вот. И потом хотел Андрюха приехать вот на осенние продольники, половить налима. Не получилось из-за моей болезни. Вот я поболел пару недель. Так. Юра Кулагин тут написал в личку, прочитал я. Все будет хорошо, Юра, сделаем. Так, король Жар, поздравляю, спасибо. Что-то я еще хотел, вот спрашивайте, пока я это не закрылись. Что-то я еще хотел сказать вам. Что-то я еще вам хотел сказать. Забыл. Все в голове крутится, вертится вот это с поездкой. Я уже говорю, вот, не знаю. Ладно, не буду уже ничего. Все хорошо, Юра, потом напишу. Все. Пиши в чате, если что. Тут пиликает, вот Юра переписывается в личку. Станислав, смысл ставить продольники? Ну, продольники, я вам скажу, прошлый год довольно неплохо давали налима. В отличие от того, когда вот по открытой воде у нас были трешки, четырешки, даже вот с чем-то налимы были. Я говорю, 25, где-то больше 25, около 30 налимов мы поймали по открытой воде. И река замерзла, такого клева больше не было. Мелочевка была, крупный налим куда-то пропал. Так что продольники, чего не говори, они кормят. По весне так вообще красота. По весне все идет. Хариус, язь, в основном язь, конечно. Налим, если на червя, то и сик попадает по холодной воде, вот по первое время, вот пока вода согрелась, сик тоже попадает на продольники, если крючок не сильно крупный. Продольники это очень уловистая снасть и довольно-таки простая, можно так сказать. Были бы живцы или черви, то вообще красота. И зимой, и летом продольники будут кормить. Вот. И в отличие от сетей, там интереснее ловить. Ты просто когда тянешь, ты чувствуешь сопротивление рыбы, там, ну, азарт. Интереснее сама рыбалка. Когда налим попадает, вообще здорово. Тянуть налима на длинный продольник, это, ох, адреналину хапаешь капитально. Так, последний, так.
пропал звук у нас. Так, Алиса вышла и звук пропал. Ну-ка, сейчас есть звук? Напишите. Звук пропал, пишут. Ну-ка, сейчас есть звук? Нет? Пишите. Напишите звук. Я его не убирал. Это вот Алиса выскочила и пропал звук, получается. Так, звука нет, нет звука, рыбомания и природа. Завтра серьезные сборы. Да уже сегодня серьезные сборы. Все есть. Вижу, что звук есть, это значит хорошо. Станислав Валерьевич, ну все, сам с собой сидит. Так, отлично. Так. Марина Соболькова, поздравляем от души. Спасибо. Есть звук, хорошо. Звук появился. Отлично. Юра Кулагин мне дублирует в личку. Вижу, Юра, твои сообщения. Дмитрий Хозяинов, да, все норм. Просто отдых на рыбалке, Серега пишет, есть. Дмитрий Хозяинов, вот вчера вот ночью не могу уснуть, включил прошлогодний стрим. И как бы 3 часа почти полностью с небольшими перемотками смотрел. И как бы видел комментарии Александра Хозяинова, не знаю, родственник, не родственник, но, к сожалению, его уже сейчас нет с нами, нет в живых, ушел Александр Хозяинов. Если помните, именно Александр Хозяинов выигрывал в розыгрыше термос, и потом вот кашу с рыбацким вроде разыгрывал, он 2 раза выигрывал. К сожалению, уже Александра нет в живых. Соболезнования супруге и всем родным. Вроде и так бы, как бы не знаю человека в личку, а вот когда он постоянно каждому ролику писал комментарий, потом его не стало, потом ВКонтакте вот прочел. Так, сообщение, так, отправили на проверку, гадости всякие пишут. Ну, есть, я говорю, семьяне без уродов пишут и гадости всякие. Ну, YouTube он вот эти сразу корявые комментарии с матами и все такое отправляет на проверку, и ну, это хорошо, хоть вы не видите эту гадость. Станислав Валерьевич, Гена, ты на гитаре не играешь? Если постараться, сыграть можно, но 100 лет уже в руки инструмент не брал. По молодости бринкал, как сказать, аккорды ставить умею, бой могу как бы. Если потренироваться, ну, у меня почему-то нет времени. Я даже как-то купил гитару. У меня была гитара, потом я ее отдал, так как, ну, без надобности там хотели научиться играть на гитаре, я отдал. Потом купил новую гитару, а руки до гитары так и не доходят, она пылится у меня в чехле, лежит. Может быть, когда-нибудь, не обещаю, но возможно, если будет время, может быть, когда-нибудь сыграем. Марат Ганеев, все нормально. Так, Серега, снимай наушники, пишет. Рыбалка Мани Глюгена. Громкость очень слаба, но я уж тут ничего не смогу сделать, я уж стараюсь как можно говорить громче. Так, поздравления, пишет Вадим Матаков. Есть чего подкрутить, пишет Рыбалка Мания Природа. Юра Козлов, спасибо тебе, Геннадий. Пожалуйста. Дмитрий Хозяинов пишет, я с Устилемской ветви. Устильма. Ну, Дим, Александр где-то тоже с низовья был, не помню точно откуда. Станислав Валерьевич, а сын играет гитару с тебя и песню. Ромка нет, Ромка не играет. Ну, может быть, когда-нибудь тоже заиграет, не знаю. Юра Кулагин пишет, соболезнования семье Хозяиновых, да, жалко очень Сашу, не старый был, нормальный молодой мужик, я не знаю. Болезнь? Скорее всего, тоже болезнь. У меня сейчас тоже эта болезнь зацепила так, слегонца, приятного мало. Скажем так, и суставы заболели, и то, и другое, и третье. Ну, пока живем, пока ходим, пока топчем эту грешную землю. Дай Бог и дальше так. Так, ну чё,
Время у нас 20 часов 17 минут. 2 часа мы болтаем. Что, будем болтать дальше или будем закругляться? Мои банчики что-то так и ничего не пишут. Ехать за ними, не ехать. Но я так думаю, ехать уже надо, потому что скоро уже надо ужинать. Немножко это дело отметить и ложиться спать уже. Завтра ранний подъем. Часиков, наверное, 5 уже будем отсюда выезжать. Выезжать будем на 2 машинах. Подстраховка, что была. Лучше подождать в Ухте, чем, тем более дорога, если не чистили, точно будет не айс. Так, что тут у нас еще? Пойдем летим. Так, так. А, рыбалкомания и природа. Рыбалкомания это я, Ген, летим. Ну вот кто-то спрашивал, есть ли у Александра канал. Вот, кстати, есть канал Рыбалкомания и природа, получается. Нажимайте, заходите, смотрите, увидите, с кем мы летим. Станислав Валерьевич, все мы не вечные. Ну да. Суставы какие? Да, все подряд, начиная от коленных. Но колени-то я еще раньше заморозил. Это езда на снегоходах постоянно замерзают. Это что на коленях стоим на льду, вот когда продольники проверяем, тоже на льду замораживаются, видать. Возможно, из-за этого мазу. Ну, мне кажется, они заболели по большому счету еще после первого раза, когда года 2 назад я первый раз ковид этот схватил. И теперь побаливают. И колени, и плечи, и локти, и все. Ну ничего, сдаваться не собираемся. Как говорится, будем шевелиться, не будем шевелиться, вообще крякнем. Так, Гена, давай по рыбацкому на дорожку. Я налил. Юра, давай еще подождем минут 5. Если никто не напишет то, что они ждут меня, не вопрос. Сейчас я буквально 5 секунд, и пусть они заказывают такси и едут на такси. Никого я больше ждать не буду. Давай подождем буквально 5 минут. Сейчас у нас время 20 часов 20 минут. 25 минут, если не будет звонка или сообщения от моих банщиков, то чарочку рыбацкого на дорожку сделаем обязательно. Договорились? Договорились. Руки понятно, наколенники бери. Станислав Валерьевич мне советует. Да, наколенники мне Александр Мазай, друг мой Сосногорска, дал в подарок наколенники кожаные с войлоком, хорошие наколенники, как бы стараюсь пользоваться, когда сухо. Ну, когда налить, наколенники, к сожалению, не помогают. Там уже надо вот бродовые сапоги, бродни, ну, как бы, или что-то подкладывать там. Вплоть до того, что я с собой таскал кусок фанеры как-то вот туда вот ложишь, или крышку вот от ведра там, чтобы не намочиться. Ну, надо беречь себя по возможности. Так, ни гвоздя, ни жезла тебе завтра. И я тоже за компанию чарочку. Так, ну что, Сань, осталось 4 минуты. Еще 4 минуты подожду. Если никого не будет, то маханем. Если не будет сообщения от моих банщиков. Ну, удачной поездки, пишет Серега. Только вот смотреть придется мне весной. Как раз на вахту еду. Серега, а что, на вахте нету интернета? Смотреть никак? Многие как раз вот на вахте смотрят, вот пишут, дома некогда, смотрю на вахте. Видать, у тебя действительно вахта, это надо работать. Некоторые на вахту отдыхать ездят. Трой. Ой, еще друг появился один, Санек Хусаинов. Гена, привет. Ну, наконец-то попал на твой стрим. Опять многое пропустил, уже 2 часа сидите. Ромка где? Ему привет. Просто я, возможно, что-то пропустил. Сань, Романа ты не пропустил. Романа сегодня никто не видел. Роман с всей семьей, с мамой, с сестрой, с братом уехали в баню на дачу к родственникам.
К Валиной сестре уехали, там у них дача, баня, все. В общем, они всей толпой там отдыхают в парилке. Он даже в чат не заходят, они даже не смотрят. И интернета нет или что. Одно сообщение было и все, видать, забыли напрочь. Видать, весело им там. Ладно, ладно, вот у меня осталось еще 3 минуты, я тоже буду веселиться скоро. Не буду я их взять, пусть на такси едут. Нафиг. Привет, Саня, привет. Станислав Валерьевич, пенопласт всегда под все. Ну да, пенопласт, чем толще, тем лучше. Есть твердые. В курсе есть у меня. Как-то был у меня, потом раскрошился. Там нет инета. А, Серега пишет, нет интернета. Ну хреново, если нет интернета. Надо тарелку ставить, Серега, это. Тарелку поставить. Электричество есть, МТС тарелку поставить. Там, от МТС, вот у нас в деревне у многих тарелка МТС. И интернет относительно дешевый, там и телевидение, и интернет, и много чего там. Ну, у многих есть, короче, может, возможно, такая, есть возможность, если поставить, то будете смотреть. Так, Санек тут пишет, рыбалка мания, искушение в ожидании, просто адреналина масса и радости. Да, Сань, не в том дело, что адреналина, я виски я вот уже перекладываю, с весами вот хожу, где у меня весы-то, где-то вот здесь они были, недалеко, все под рукой, наложил, взвесил, вроде укладываюсь, ай, что-то забыл, раз накладываю больше 23 килограмм, и давай вот думаю, что убрать, что положить, вот я уже не знаю, вот и ничего не хочется убирать, вот сушеную черемуху я забыл про нее совсем, уже все готово было по весу, 2 пакета положил, что-то надо опять убирать. Вот я теперь вот уже не знаю, вот это у меня еще, которые 23 килограмма в самолете лететь. 10 килограммов багажа, это я буду взвешивать, когда вот стрим закончим, положу туда ноутбук, повербанк, флешки, зарядки, шнуры, вот все положу, и что туда влезет, я еще положу туда. Костюм мне за зона пришел, это хорошо, я не знаю. Костюм вроде и не тяжелый, с одной стороны, но он мембранный, он теплый, и если я его не положу в сумку, не знаю, мне хотя бы штаны надо положить мне в сумку, потому что я просто охренею от жары в этом костюме. Я его одел, мне в нем жарко уже, очень жарко. Хотя он легкий, этот, мембранный. Ну, видишь, нормальный костюм, вовремя пришел. Сапоги тоже пришли. В сапогах я поеду, никакие ботинки, ничего не буду. Поеду в сапогах, новые сапоги пришли, новый костюм пришел. Короче, поеду полностью в обновках. А там уже посмотрим. О, банчики пишут, банчики пишут. Так, Санек, тут тоже вот так, пишет Санек. Понял, Гена, спасибо за инфу. Супруга написала, смотрим. Угу. Только плохо слышно. А что не написали-то, ехать, не ехать, вон, 25 минут. Короче, добирайтесь на такси, да, я тут с ребятами хоть это, по чарочке за день рождения канала-то. Живу настоящим, пишет, привет, ты... Что-то я не понял вопроса. Станислав Валерьевич, в баню ходишь? Раньше ходил часто, сейчас очень и очень редко. Раньше на старой квартире у нас не было ванны, и постоянно своей бани нет, а у нас только баня в деревне. И зимой постоянно ездили то к сестре, обычно к сестре ездили, а сейчас есть Титан, ванна, и забыл уже, когда последний раз в баню ходил. Летом как, в деревне ходим. Валентина с возвращением сына, пишет Юра. Так, Санек тут пишет, рыбалка мания. Бери вручную кладь. У меня тоже зашкаливает вес, я налил нашу вкусняшку. Так, ну чё, я, пожалуй, тоже налью, приедут на такси. Секундочку. Ничего не пишут. Сколько можно? Сколько можно? Так, вот у нас рыбацкий. Сейчас достанем чарочку. Вот. Что-нибудь сейчас закусить. Много не будем.
селедка, сальцо. Много не будем. А сейчас полный стол накроем. Так, что еще тут есть у нас? Что еще тут есть у нас? Ладно, салат не будем. Ну ладно. Дай пойду, пожалуй. Что? Мы же не кушать сюда пришли. Так, ну что, я готов. Вот. Ничего не пишут там? Так, Валентина с возвращением. Просто посмотрим, может, за лето что изменилось в лучшую. Так, Саня пишет, за канал сам Бог велел. Ну да, наливаем за канал. Плечики. Так, давайте подальше чуть сделаем так, чтобы было видно. Ну что, друзья, поднимаем бокалы сегодня. С днем рождения канал Коми Рыбак. Получается, все не зря, что не делается, все к лучшему. Пусть немного, но 35 700 подписчиков подписаны на канал. Половина из них, грубо говоря, смотрят. И это хорошо. Давайте пару комментариев живу так. У тебя у Логана скрипят двери. Я спрашиваю, ты смазал у них петли? Я сначала не понял. Нет, друг, пока еще не смазал. Ну, смажу обязательно, по приезду уже. Рустам Гумиров спрашивает, скоро уже Ромка приедет. Ромка дома уже, все, дебильнулся. Третий день сегодня уже дома. Я тоже. Ну все, поднимаем бокалы. С днем рождения, канал Коми Рыбак. Закусю-ка я, щучкой. Вот кто-то не ест соленую щуку от слова совсем, а я малосольную щуку обожаю. Потому что это вкусняшка. Малосольный хариус и малосольная щука. Смородиновка. Нет, это настойка сушеной черемухи. Именно вот такой же напиток и лежит у меня в сумке, которую я собрал на Камчатку. Вот. Мы тоже, пишет Юра. Санек. Гена, вот оказывается, по какому поводу собрались. От души поздравляю с юбилеем канала. Процветать. Я также, что подписчики только приумножались. Ну, это, конечно, хорошо, что есть друзья на канале, подписываются, смотрят канал, как бы потихоньку, уверенно поднимается вверх по подписчикам. Плохо то, что нет монетизации, если даже есть какие-то копейки, то вывод, ну, по крайней мере, я не умею выводить. Если кто знает, как выводить деньги с AdSense, прошу написать, подсказать. Огромное за это спасибо, если поможете, как вывести. Там за полгода с марта месяца что-то немножко там, немного капнул. Капает, я скажу, если раньше там, допустим, 150-200 долларов в среднем месяц капало, сейчас 40, 50, ну, 30, когда вот бывает, когда как, в зависимости от того, сколько роликов. Россия полностью отключена от монетизации, Украина тоже. Остальные, видать, реклама есть. У кого есть реклама, значит, с той стороны идет копейка какая-то. Ну, самое главное, я не могу эту копейку вывести на счет. Так, пошли сообщения. Что-то мы... Так. О, Жека какой-то. Буреч. Это бур по коме хорошо. Это, скорее всего, или удмуртский язык, или марийский. Они, хотя и мы относимся к одной группе карело-финской, но не понимаю.
Не понял, а что? Буречь это хорошо, наверное. Андрей Кусков. Геннадий, если не секрет, вам сколько лет? Не секрет. Я никогда не скрывал этого. Мне в этом году 17 июля исполнилось 50 лет. Полтос. Как-то вот так. Самому не верится. Ну, время летит. Дети растут. Хотя женился я поздно. 29 лет женился, как говорится, уже, ну, для себя успел пожить, потом женился. Дети родились уже когда после 30 лет, там Ромка только, наверное, до 30, 29 было, вот Ромка женился. Он женился, говорю, появился на свет. Лена с Геной появились уже после 30. Сейчас они уже растут, Генка один вот маленький дома остался. И то ему уже 10 лет, считай, самому младшему моему. А куда деваться уже? Не полтос, да. Не знаю, сколько мне отпущено, но сколько есть. Пока можем, будем шевелиться, пока, как говорится, есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах. Есть там, ну, песенка есть такая, я придумал. Вот. Юра Кулагин, готовы? Кто готовы? Все готовы? Это хорошо. Добрый вечер, Архангельску привет. Привет, привет. Рыбалка Мания Природа. Я форелькой из духовки. Закусываешь? М, Тоже неплохо. Я, кстати, Сань, думал, брать, не брать рыбные консервы. Вот я не думаю, еду в рыбную страну, а положил, правда, немного, две с автоклава, две баночки рыбных консервов с язя. Ну, на них я боком смотрю, так думаю, может их убрать и положить вместо этого там пару бутылок рыбацкого, вместо этих консервов, за этот вес. Не знаю, как думаешь, вот эти язёк, мы-то на рыбалке их на закусь допустим, конечно, это не вопрос. Но, если честно, мы едем туда, где есть рыба, и везти рыбу в консервах как-то, ну, я думаю, сейчас мне, конечно, напишут, что на рыбалку с рыбой это неправильно, хотя на рыбалку с рыбой бывает это даже очень хорошо. Посмотрим. Сейчас вот будем с весами, уже полный добор, как закончим стрим, будем взвешивать ручную кладь, крючки, все это такое, это все багаж, я это уже понял, режущие, колющие предметы, это все в багаж даем, спиртной в багаж, стекла, банки, это все в багаж, аппаратура, все в ручную кладь, и то, что там мягкое, и посмотрим уже, что убрать, что добавить, ну, получается только 23 и 10, 33 килограмма, так что будем смотреть. Так, 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 так. Ну хорошо-то как стало, а? А я тут сидел, мучился, ждал звонка. Вот теперь добирайтесь сами, как хотите. Подольше не придут, мы тут вообще загуляем, да? Владимир Мамонтов. За канал автора и реку кормилицу поддерживаем. 100% поддерживаю. Река это кормилица. Без рыбы не сидим. Как бы ни говорили про реку Печора, вот, да у вас рыбы нет, да у вас только один окунь. Друзья, скажу вам по секрету. Рыба на Печоре есть. Есть и сиг, есть и хариус. Даже не так, конечно, как раньше, но есть и семга, есть и нерма. Кто хочет, тот поймает. Кто ловит, тот поймает. Кто какую рыбу ловит, тот такую и поймает, скажем вот так. Если, конечно, я даже поймаю нельму, по закону ее нельзя ловить, я, конечно же, его выпущу. Сегодня еще смотрел Пашу Полстаканыча. Это у меня друг сын такой есть, рыбалка, по-мужски канал такой. Вот они нельму выпускают. Я ездил в гости на Ямал тоже. Ловят нельму, выпускают, я ему написал комментарий, говорю, мы обычно нельму тоже выпускаем, когда поймаем. Ну-ну. Просто этого, друзья, вы никогда не увидите, потому что это нельзя показывать на канале. Много чего нельзя показывать на канале, и много чего вы не видите. А если честно, есть рыба на реке Печора, есть. Есть. И если не будут ее загрязнять, не будут уничтожать, не будут лесовую рыбать, она всегда будет. Да, она обмелела.
Да, не те глубины, да, не те размеры, да, налима крупного мало стало, крупного хариуса, но рыба есть, и дай бог, чтобы она была всегда. Так, Рустам Гумиров, Романов в студию. Да Роман в бане, все, парится, вот даже, я хоть, говорю, напиши хоть что-нибудь со своего аккаунта, чтобы народ видел. Мы обязательно увидим Романа скоро, скоро. Думал еще, если получится, съездим с Романом куда-то на первый лед. Во-первых, льда первого не было. Во-вторых, на следующий день после встречи мы целый день потеряли, покупали обновки для Романа, потому что я уже говорил вам, схуднул мало, килограмм 20-30, наверное, скинул в армии. Потом машину страховали, за страховку, говорил уже, ну, 16 тысяч страховка, это что-то с чем-то. Я просто, говорят, до 30 тысяч там страховка у некоторых машин, там, это дурдом. Это просто обираловка какая-то, блин. Я платил прошлый год 3 700. Но у меня стаж как бы там скидки, не скидки там. А молодым водителям сейчас платить за машину. Некоторые покупают машины дешевле, а платят за страховку больше. Вот. Ну и сегодня мы готовились уже к выезду, получается, никуда не получилось, во-первых. Во-вторых, льда как такового не было. Ну ничего страшного, приеду с Камчатки, обязательно, обязательно поедем с Романом куда-нибудь в избу и отдохнем. Не столько как порыбачить, как вот, как отец и сын. Сесть вот так за чашечкой рыбацкого и поговорить. Дома, да, в кругу семьи, да, а вот так вот вдвоем, я уверен, у нас найдутся темы для разговора, и мы обязательно и романа увидим, и все. И пару кадров я, конечно же, включу в один из первых роликов, который будет уже с Камчатки. Обязательно сделаем. Так, Руслан Костин, поднимаем, поздравляем и процветания нашему Геннадию, здоровья, счастья и успехов. Спасибо, Руслан Костин, на добром слове за добрые пожелания огромное. Юра Кулагин, ура, еще раз в пятилетие. Спасибо, друг. Спасибо тебе, друг, за поддержку. Ты настоящий уже, получается, спонсор канала. Господи. Кстати, на Камчатку поедет твой повербанк. Какой бы он ни тяжелый он был, вроде у Сереги станция, не станция, но, во-первых, на поезде ехать долго и все. Вот мощный повербанк на 50 который. Да, он тяжелый, но я так думаю, вещь нужная, и твой повербанк, Юра, тоже поедет на Камчатку. Геннадий, подскажите, в какой рыбе меньше всего костей и какая по вкусовым качествам самая хорошая? Ну, для меня, я повторюсь, это рыба хариус, конечно. В соленом, жареном виде. Вкусняшка редкостная. Сик тоже мало костей. Язь не очень косливый в жареном виде. Вареный и жареный, я его стараюсь не жарить. Только ребрышки, если отдельно вырезать, на котлеты язь хорош. Налим вообще без мелких костей. У налима только крупные кости и шкура. Никогда не сдирайте шкуру. Не следуйте советам умников с Ютуба, которые учат снимать с налима шкуру. Пассатижами снимают, режут, снимают. И голову налима без шкуры там жарят, варят и там делают фигню всякую с ним. Шкура это самое вкусное, самое ценное, самый цимус вот этой в рыбе, весь вкус. Они просто самую вкусняшку убирают. И показывают по Ютубу на каналах. Такие ролики, и народ смотрит, тысячами смотрит и повторяет вот это. Не вздумайте. Просто помыть ножиком, соскоблил слизь лишнюю. Все. Шкура это самое ценное, самое вкусное, это на линии, это шкура. А без костей, ну, семга, нельма, да, очень вкусно, жирная, благородная рыба. Окунь на любителя, в копченом виде. Вот моя супруга, допустим, Валентина, она окуня, допустим, очень уважает. Я, допустим, соленого ем язя лучше всем, она лучше окуня, вот таких предпочтений. Щуку, хариус с Романом мы обожаем оба. Ну, меньше костей. Но самая, для меня самая вкусная рыба, если честно, это хариус. Конечно, это хариус. Соленый. Налим, уха. Уха самая вкусная, это с налимом. Еще есть вкусный, это ерш. С икрой крупный. У ерша тоже нет мелких костей. Я уже показывал на канале, как чистить, как есть, как готовить, как солить ерша.
Весенний еж с икрой тоже в первой пятерке лидеров, скажем так. Алексей Шестаков. Привет, Геннадий. Хорошо, когда все под рукой. Каналу процветания, а тебе здоровья и удачной поездки. Архангельская область с тобой. Ну да, шаговой доступности это хорошо. Достал, выходной. Отлично. Рустам Гумеров. Жене сказал, что Ромка дембельнулся. Слава Богу, говорит. Ой, Рустам, действительно, слава Богу. Ты знаешь, как я переживал. Много чего, конечно, Рома не говорил по телефону, когда общались во время службы. По преду сказал, ну, главное он дома. Главное он дома, это хорошо. Не будем эту тему больше затрагивать. Дай бог скорейшего мира уже. Сколько можно. Вот сегодня еще жена подошла и показала фотографию, что не стало еще одного человека, брат, получается, нашей соседки по деревне. Твой брат, ну, родом, получается, тоже родом с нашей деревни, получается. Оказывается, уже сентября месяца его нет, завтра будут хранить. 2 месяца. Старший любезный. Не надо этих смертей, конечно, ни с той, ни с другой стороны. Скорее бы был мир, чем бы было лучше. Вот, чтобы быстрее все закончилось. Так, Удмуртский. Ну вот, я же говорю, мы же с вами соседи, я с Удмуртии. Приветствие по-удмуртски. Иван Канев с праздником. Спасибо. Руслан Костин. Там выше Валентина Васильевна сказала, что домой едут. Ну хорошо, едут, это отлично. Значит, мы еще поговорим. Значит, Роман Геннадьевич сейчас подъедет, и мы увидим Романа прямо здесь в прямом эфире. Тогда мы еще продолжаем, поболтаем, и мы увидим дембеля. Скоро, очень скоро, друзья. Так, а я что-то пропустил это сообщение. Вот. Мы уже едем домой. Вижу. Так. Татьяна, а с вами за компанию вишневой наливочки чуточку. Вот, видите? 2 сообщения пропустил. Ну, отлично, отличная новость. Значит, скоро мы не в ролике увидим, а прямо сегодня уже Роман Геннадьевича мы сегодня дембеля увидим. Там в зале, сейчас темно, конечно, там уже на всю занавеску сделали плакат, заказали буквы с возвращением ДМБ 2022. И вообще, когда вот сидели, собрались все мои родные, друзья за одним столом, на проводах было чуть-чуть народу больше, чуть-чуть. Просто кто-то на работе, кому-то на работу надо было. Все-таки не пятница, не суббота, это был день рабочий, и на следующий день рабочий день был. Но в основном почти в той же компании, в том же составе встретили сына, и это было круто. Так. Поехали дальше. Дома еду. Так, сейчас тоже рюмаху за коми рыбака проглочу. Хорошо. Рыбалка, бери, что душа велит, но яська никто не пробовал там. Я тоже. Все понял. Пару баночек тогда, Сань, возьму. И язя в консервах. Я бы с удовольствием взял соленого язя. Соленый язь тоже вкусный, но я боюсь то, что в поезде и там в самолете пока, ну, по дороге, я не знаю, я так боюсь, что не доедет. Сильно я не пересаливаю, рыбу я ем в основном малосолкой, так что лучше не надо. А консервы на пробу я привезу обязательно. Станислав Валерьевич, я что про баню тебе? Можно и не париться, пихты достаточно у вас. Угу. Наложил лапти киретком, обдал, полежал, кипятком обдал, полежал. Ну, возможно. Но если честно, мне запах пихты. Джесси, иди ко мне. Джесси.
Здесь иди ко мне, что-то... Иди, иди. Иди поздоровайся, поздоровайся с каналом Гомер Рыбак. Ну, иди, иди, иди. Туалет хочет. Давай 3 секунды, я собаку выпущу. Туалет хочет, блин. Туалет хочешь, да? Туалет хочешь. Вот у меня такая вот собачка. Хочет туалет. Пойдем? Ладно, потерпи, если что, я вытеру, все. Не будем. Потому что она начнет опять бегать туда-сюда. Джесси 16 декабря будет годик. Да? Что такая грустная? Это маменькина дочка. Мамы нету, она скучает. Мама придет, все, она жизнерадостная и все такое. Ты не заболела случайно, а? Вот, ой, ты давай бросай это дело. Грустная. Вот мать приедет, и все, сразу сами по свои места. Так, что у нас тут? А, насчет пихты спрашивали. Запах пихты мне не очень нравится, скажем так. Ассоциации не очень хорошие. Вот. Станислав Валерьевич положил лапки, пятком отдал, полежал. Не, в бане может быть можно, но никак не в ванной. Валентина Растворова. Скоро, скоро. Ха. Они еще там, оказывается, так что это еще не скоро. По-любому не скоро. Так, Татьяна. Кажется, нам Валентина сюрприз готовит. Ждем. Ну, подождем. До 9 подождем, а там посмотрим. Думаю, в 9-то хоть выедете, нет? А то мне уже собираться надо. У меня осталось времени там, если в 5 просыпаться, там 5, 6, 7, еще и собраться надо. Так что давайте, долго не затягивайте там. Геныч между первой и второй. Серега, не вопрос. Если я уже никуда не поехал, давайте еще по маленькой. А у речки, у речки, у реки. Там Роман Геннадьевич еще какой-то ролик короткий смонтировал. У него тоже свой канал есть не на Ютубе, а на Телеграме или в ТикТоке. Если он даст мне эту ссылку, я обязательно скину у тех, кого есть ТикТок. У меня вроде тоже даже я начинал, просто руки не доходят. Прикольно. Ролики короткие, но прикольные. Так что у Романа тоже есть свой канал. Не на Ютубе, так на ТикТоке. И у Лены есть и дочки. Все они, все там что-то монтируют, химичат, мутят, что-то крутят. Генка маленький тоже в свое время хотел создать канал. У меня будет, говорит, канал Супер Гена или что-то такое он говорил. Но потом подрос, видит просто, чем отец занимается. А потом подрос и что-то отошел от этого. Ну давайте, друзья, между первой и второй. Спасибо, друзья. 81 человек с нами. Я надеюсь, 82. Я надеюсь, человек 10 подняли бокалы. И давайте выпьем сейчас и за день рождения канала, и пусть все получилось. Чтобы все получилось в нашей поездке. Я так думаю, кадры будут интересные. Где-то хорошо. Будем. Сало. Так, ну что там у нас? Рустам Гумиров рюмаху хочет проводить. Знакомый рыбака. Угу. Есть, так это прочитали. Угу. А, ну все. Вот и Владислав Андроников. Привет всем. Влад, если пролистаешь комментарий вверх, я не помню кто, у меня память это. Там тебе привет передавали. Говорит, Владу Андроникову привет. Вот не помню кто. Ну как я могу запомнить только это? Но тебе привет есть. Так что пролистай, если видишь это комментарий. Тебе привет передавали. Вдруг, скорее всего. Юра Кулагин. Точно между первой и второй.
Ну, третью максимум, потом не будем. А то весело будет слишком. Так, говорит много. Кто много говорит? Я много говорю, Серега. Молчать же не будем, что. Сейчас третью маханем, вообще заговорим. Владислав Андроников. Геннадий, передай, пожалуйста, привет Кривоносову Анатолию, город Сыктывкар. Так, где он? Я знаю, что он точно смотрит. Так, может, Кривоносов Анатолий передавал тебе привет? Ну, не помню. Только что говорил, уже не помню. Татьяна Голованова. Добро, люблю ваш канал. Взаимно. Александр Кальновский. Хорошо доехать и ни хвоста, ни чешуи. Удачи. Санек, приеду, поедем с тобой вместе на рыбалку. Юра Кулагин. Привет, Санек, колено. О, уже нашли друг друга. Татьяна Голованова. Хорошо доехать, ждем на уже зимней рыбалке. Ну да, зима наступила, походу, уже окончательно и безвозвратно, потому что смотрел прогноз минус, вот эта неделя хороший минус, потом потеплеет, но уже не плюс, ничего, не такой слякоть уже не будет, как было, минус 10, минус 15, а так вот жестко сейчас будет на этой неделе до минус 27. Ну и ладно. Сегодня вообще хорошо. Выпал снег, но он сухой, нет слякоти, уже хорошо, уже зима. Скоро и речка встанет. Сергей Михайлов пишет. Геннадий, привет, только подошел. Хорошо, вот 84 человека нас еще, так что смотрят. Станислав Валерьевич, тогда еще вариант. Можжевельник у вас растет? Да, можжевельник у нас растет. По коме можжевельник это туся-пу. Вот так. И я знаю, что многие жгут можжевельник, чтобы прокоптить так ямы картофельные, там, от бактерий, от всякой заразы. Знаю, что можжевельник имеет такое свойство обеззараживать. Да, растет у нас. Мы как-то даже на можжевельнике коптили сало, помню, в детстве. Ну, не мы коптили, а родители коптили, мы ели. Юрий Варновской. Гена с юбилеем канала продолжает в том же духе. Тоже поднимаю рюмку за канал. Влад Андроников. Конечно, рюмаху за компанию. Ну вот, сразу видно, наши люди, наша компания. Это здорово. Влад с моего поселка тоже. Рыбачит так же, как и я. На продольнике консервы делает так же, как и я. На автоклаве. В общем, у нас много общего. Не раз сидели за чарочкой рыбацкого. Я так думаю, еще не раз посидим. Да, Влад? Юра Кулагин. 10, нас уже двое. Не понял, 10, нас уже двое. Ладно. Трое. А, так, трое, Саня. Полина, привет, я мало тебе, но это понятно, Санек, тут это. Станислав Валерьевич, им попариться иглоукалывание. А, ну можжевельником. Ну, это баня, все равно нужна баня. Эдуард Ста... Стра... Страш... Страхов. Страхов, наверное, правильно, если читать. По-английски плохо читаю. Геннадий, добрый вечер. Как ответить твоей рыбке копченой? Спрашивает Эдуард Страхов. Ну как ответить? Тут два варианта. Приехать ко мне в гости, да, отведать. Это один вариант. Второй вариант это связаться ВКонтакте, когда я буду коптить рыбу. Если будет возможность, то собрать посылочку, завакуумировать и отправить тебе на адрес. Больше вариантов нет. Но коптить я рыбу буду только при температуре плюсовой. То есть это, наверное, будет не раньше, чем середина мая. Ну, конец мая. Когда будет устойчивая плюсовая температура, уже хотя бы градусов 20, вот тогда и будем заведем дымогенератор и будем коптить нашу рыбку. Это, скорее всего, будет ясь, может быть, окунь. Потому что как-то коптили щуку, что-то щука то ли не довялилась, то ли ничего, что-то не пошла щука
И озёку готовится просто идеально. Так, Санек, рыбалка, мания и природа. Я очень рад, что столько друзей сейчас и практически за одним столом. Вот так. Вот такая. За разные вот это, говорю, тиктоковские замашки. Вот, раз посмотрел, два посмотрел и начинается. Как зараза какая-то пристает, и вот это. И по месту, и не к месту вот начинает. Сегодня целый день это крутота, блин. Так, Иван Туголугов. Привет из Обячева. Удачи в развитии канала. У нас зима пока не хочет наступать. На улице плюс. Как у вас погода? У нас вчера тоже было плюс. Сегодня минус. Завтра будет жесткий минус. Так что придут морозы и к вам, наверное, уже завтра. Я так думаю, это точно. Потому что, походу, циклон пришел капитальный, и он уже не собирается уходить. Влад Андроников, обязательно посидим. Конечно, посидим. И на рыбалке. А еще лучше в избу поедем туда, к Артему. Где-то, когда уже. Наверное, я так думаю, ну, сейчас не знаю, получится, не получится на первый лед, хотя возможно. А где-то в феврале, я так думаю, можно будет туда скататься, да? Так, Руслан Филиппов, как Романа встретили? Во, вот так вот встретили. Правда, мы с Романом разъехались, вот так как море кораблей. Задержался, сломалась машина, отвалилось колесо, поехал искать, связи не было, разъехались. Рома уже дома, все встречают. Папа приехал последний. Ну, чуть -чуть. Главное, встретились, обнялись, отметили. Все хорошо. Андрей Михалицын. Привет с Воркуты и с праздником. Привет, земляки. Сергей Михайлович, где Рома? Рома в бане. Все они в бане. Пошли они в бане. Нет, нормально все. Отдыхают они что, на даче, в бане, расслабляются. Просто они сказали, что до 9 100% буду дома. Вот время 9 часов, я их не наблюдаю. Походу загуляли. Ну ладно. Андрей Михалицын. Привет с Воркуты и с праздником. Привет. Сергей Михайлович, так, это читали. Юрий Кулагин, ты сказал, 10 поднимут бокала, а нас уже двое Жени. Ну, все, понял. Ну что, по третий, раз уж мы никуда не поехали, я хотел все это действие оставить на потом. Думаю, съезжу, приеду, там, по ходу смотрю, и так весело. Ну ладно. И главное, никто ничего не пишет. По-любому, наверное, смотрят, читают, а написать всем лень. Ну-ка, Роман, давай пиши от своего имени, ничего не знаю. Интернет там есть, если мама писала. Так что давай. Не только я, а все ждут от тебя пару слов. И когда дома будете, главное, напиши. Стоит мне ждать вас? Сколько? 82. Вот одна компания, вот 82, 84, вот 80 человек. Так, ну что, друзья, огромное вам спасибо за то, что мы вместе. Это главное. Кто-то 5, ну 5 не знаю. Ну, есть такие, нет. Напишите, есть такие, нет, кто с 2017 года на канале. Вот специально посмотрим. Ну, я так думаю, 18-19, наверное, многие уже здесь, которые с нами, которые в комментариях, которые поддерживают. Многие просто отписались. Хотя раньше писали, вот, взять, вот, скажем, даже каждый комментарий был, каждый ролик был с комментарием от того же Александра Бухвалова. Ну, постоянно мелькало это имя. Вот. Наташа Михайлова куда-то пропала, она по несколько комментариев оставляла. Вот пропали все, одну из двух. Или канал надоел, или что-то я где-то накосячил, скорее всего, или кто-то что-то там напел про меня, не знаю, в чем причина, уходят просто
без слов. Выходят, и, это, и таких очень много, конечно, ушло после бухлоплота, там, 1000 сразу меньше стало. 1000 человек просто ушло с канала. Вот когда видят вот это и вот это, просто уходят. Многие это не показывают на экране. Знаете почему? Чтобы э, не уходили подписчики, там есть ярые противники вот этого. Никогда я не держался, не стелился и не, сказать, не скрывал ничего. Человек, я вам уже говорю, я открытый, как есть, так есть. Что есть, то и показываю. Будет у меня 35, а не 37, и не 47, и не 57. Зато они будут мои друзья. А врать никому я не собираюсь. Показываем все как есть. Мы живые люди. И те 35 тысяч тоже живые люди и живут такой же жизнью, как и я. Всем спасибо, друзья, за поддержку и за компанию. С днем рождения, канал Кони Рыбак. Именно канал Кони Рыбак связал нас вот в такой вот дружной компании. У нас вот 80 человек, но мы компания. Мы вместе будем. Рыбки. М-м-м. Пустяшка. Сань, можно было бы, конечно, взять и щучку соленую, но опять же боюсь, что она не доедет, просто не доедет. Так, ну что, что-то пошли. Мгм. Рыбалка мания. Вот техника дошла. А, Санек, ну да. Ничего. Мы замутим еще с тобой стрим с Камчатки, с Серегой, если там интернет нормальный. Там мы вообще втроем дадим жару. Просто отдых на рыбалке. Трое, я с вами. Серега с нами. Ну, если Серега, Женя, Юра, Саня, я, уже у нас как минимум 5 человек. Рыбалка, да, мы неплохо общаемся и знакомимся. Серега зуб, 3 зуба нарисовал. Звук слабый, ну, будем говорить громче, значит. Рыбалка, мания и природа. Уважаемый Романыч, словечком. Романыч, словечком. Так, Татьяна Голованова. Извините, что не поздравила вас с 5-летием. Рома, с прибытием, жду рыбалки. Ни хвоста, ни чешуи. Рома вот что-то не едет и не пишет ничего. Нет, Рома-то дома у нас, он просто в бане. Видать, там у них, скорее всего, я так думаю, есть еще запасы пенного напитка с рыбой, я так думаю. И в бане, я уже думаю, они за 3 часа все помылись, перепарились. Просто, наверное, еще, я так думаю, общаются, скажем так. Меня не видят в телевизоре. Вот техника до чего дошла, правильно пишут? Ага, так. Юра Яковлев тут звон бокалов нарисовал. Санек, рыбалка, мания, природа. Я не помню, с какого времени у меня ник менялся. Ой, ну я тоже не помню. Дмитрий Альфер. Привет, Гена. Хорошего вечера тебе. Рад знакомству с тобой. Интересное видео на канале. Дима у нас был на канале в марте прошлого года. Это когда я купил нового урагана. Они приехали с Серегой на Буране. Я на урагане. И вот мы прошлый год, в марте прошлого года, потому что поехали я с Ромкой, Дима с Серегой. И вот мы дней 5 жили в избе. Я, правда, отлучался на 13 марта, ездил к брату на юбилей, 55 лет брату было, они без меня в избушке тусили. Ну, в общем, нормально. Нормально посидели и кое-что даже и поймали, да? Дим?
Так, звук слабый. Ну, что я сделаю? Слабый. Я еще не волшебник, я только учусь. Вот научимся вот когда-нибудь, и будет нормально. Так, 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 так. Ну что, поехали дальше. Так, Анатолий Кривоносов. Ну и мы 50 грамм не откажемся за юбилей. Где набудем? Будем? Ну, какая это? Я думаю, сейчас, если так часто, все, 3 штуки, я думаю, хватит. Ну, может быть, еще 4-5, не больше. Все, это все. Напиток ядреный, так что не надо расслабляться. С 2020 года и не выгонишь, пишет Серега. Просто отдых на рыбалке. Трое, Саня пишет. Геннадий, привет, это Марина Салихар. Да, не Саня, а Марина пишет. Привет жене. Саша сказал, что юбилей канала. Поздравляю, процветание и миллионов подписчиков. Ну, миллионов, не миллионов, ну, это как говорится. Зачем нам орден? Я согласен на медаль. Хотя бы серебряную кнопку, как раньше было, не знаю, сейчас есть она, нету. Мне, в принципе, хватает и вас, друзья. Вот вы есть, я с вами общаюсь уже хорошо. Я знаю, что мои ролики смотрят, кому-то мои ролики нравятся. Значит, все, что я делаю, это все не зря. Уже хорошо. Станислав Валерьевич пишет, Гена, я в ВК написал тебе. Прочту обязательно, просто сейчас заходить, это телефон я выключать не могу. Здесь возможно, но опять же, я просто уйду с эфира, и это будет некрасиво. Потом обязательно прочту и отвечу. Так. Ага, так. Станислав Валерьевич пишет, донат, Татьяна отправил. Спасибо. Спасибо, друг, за поддержку. Сергей Михайлов, можешь поздравить меня с днем рождения. Правда, было уже 12 ноября. Серега, с днем рождения тебя. Здоровья, долгих лет жизни и всего хорошего. Прошлый год вспомнил вот на стриме здесь, ну стрим, я скажу, прямой эфир. Стрим это когда вот, когда все правильно. А когда вот так вот мы общаемся, это просто прямой эфир. Прошлый год вообще кто-то написал, что сын родился. Так, я тут не стопку, и не две, наверное, стопки три, наверное, за здоровье сына маханули. Если помните, кто смотрел, кто был на прямом эфире. Так, смотрим, выпиваем, поздравляем, пишет плетеный человек. За пятилетие надо 5 выпить, не меньше. Ну, согласен. А когда будет 25? Это мне будет сколько? 70 лет тогда уже, да? И 25 стопок, ну, если только очень маленький. Дай бог, дай бог. Ага. Ну вот, машина не заводится, будем вызывать такси. Скоро будем, пишет моя супруга. Банчики. Кстати, у моего сына черри амулет. Мы, конечно, уже заказали диагностику, все такое, приедет, посмотрят. Машина начала чудить. Вот год не было Ромки. Я год не трогал эту машину от слова совсем. Буквально перед дембелем я просто отогнал на ровное место, поставил. Роман пришел, завел, и машина просто начала чудить. Перебой с цилиндрами там. То один цилиндр, то два, то работает на четверых, то на двух. Но это грешу на модуль зажигания. Думаю, может он за год обсудил. В общем, будем, наверное, заказывать модуль зажигания. То выхлопные газы били воздуха, хлопки были тоже. То датчики какие-то не работают. Или просто это что-то с мозгами. Мозги на бикрень. В общем, автомобиль Черри Амулет. Кто имеет данный автомобиль, у кого были такие неполадки, скажем там, после долгого перерыва. Уезжал в армию, все работало нормально. Приехал, вот начал глючить. Вот они уехали туда своим ходом, а приехать машина просто не завелась. Вчера оставили, сегодня не заводилась, потом кое-как завелась. То бывает стартер не крутит. В общем, ну, сдвиг по фазе у машины.
Вот. Машина не заводится, будем вызывать такси, скоро будем. Ну, естественно, такси. Время уже. Я вам время дал до 9 часов. Вы ничего не писали. Если бы сказали, вот подожди до 9, приедешь за нами. А теперь я уже никуда не поеду. Так, Владимир Лизиков. Ну, не наливай ему больше, а то расскажет все. Ага. Это про меня, что ли, я не понял? Да пусть рассказывает. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Если хочешь узнать человека, напои его в усмерть, чтобы он полностью был. Вот никакой, это как сказать, как это, пальцы-то ставят, называется это. Ой, детектор, вовремя. Никакой детектор правду не скажет так, правильно говорить или неправильно, сколько вот этот детектор. Вот это вот настоящий детектор. Хочешь узнать человека, выпей с ним как минимум вот такой пузырь рыбацкого. И тогда ты узнаешь человека. А если выпьешь два, ты узнаешь всю историю и все планы на будущее. Если выпьешь три, ну, такого еще никто не делал, скажем, за короткий период. Если на двоих, в смысле, я говорю. Потому что три пузыря уже перебор. Вот так, вот так. Ну что там? Надо 5, да? Это у нас четвертая. Пятая это будет у нас. Так, будем вызывать такси. Так, не наливай просто. Я хотел бокалы, а не зубы. А, я, помните, говорил, 3 зуба нарисовал. Вот они совсем. Ну, теперь вижу, совсем слепой стал. Да, кстати, вот я сейчас вспомнил, кто-то там мне тоже про зубы что-то писал. Что у тебя, говорит, с зубами? Да ничего у меня с зубами, просто коранки не того цвета. Была у нас тут Шарашкина контора, потерял я зуб. А канал уже был у меня, это был 18-й год, наверное. Вот. До этого был в командировке в Чечне. Скажу от сердца, дантисты там от бога. У меня зубов практически не было. Там короночку, там мостик, шлеп, шлеп, шлеп. И мне на втыкали этих мостов коронок, они стали как родные. И я был почему-то уверен, когда здесь у нас открылась клиника, как же она называлась-то там, блин, не помню, как называлась, уже забыл. Я почему-то думал, если я плачу такие бешеные деньги, хотя, кстати, там было вообще недорого, я это сделал что-то в районе, наверное, 15-20 тысяч заплатил, и мне всю челюсть сделали там. Даже по 2 зуба отсутствовали, они там мосты поставили, коронки, нормально все было. И под цвет зубов все четко. Я начал жевать семечки, что я до командировки никогда не делал уже лет, наверное, 5 до этого. Как он? А, Голливуд, Голливуд, вон. Если смотрят меня эти голливудчики, знаете, что вы просто уничтожили 3 моих зуба здоровых. Ну, 2. И содрали при этом денег еще. Вот. Одного зуба не было, решил я поставить мозг. Думаю, ну, сделают, как мне в командировке сделали, так же. В общем, содрали меня 45 тысяч, 45. Обточили здоровые совершенно зубы, вот эти, которые у меня были рядом с удалившим зубом, который удалили. И поставили коронки. Когда мне поставили в зеркало, посмотрел, ужаснулся. Они, во-первых, другого цвета совершенно. Не под цвет зубов, какие-то желтые, светлые. Ну, вы сами все видите. Во-первых. Во-вторых, они начали у меня шататься. Вот здоровые зубы, корни, которые здоровые зубы были, начали шататься. В-третьих, вот так вот у меня опухло, что потом резали у меня всю десну, выкачивали гной, и при этом содрали у меня 45 тысяч, это года 3 назад, в 18 году это, или в 19 было, не помню. В общем, а теперь мне спрашивают, так, смеются и хихикают, говорят, что у тебя с зубами. Хоть такие есть, и то хорошо, хоть есть чем жевать, и не красоваться не перед кем. Как-то вот так. Ответил я, надеюсь. Сначала пропустил вопрос, а потом думал, ладно, что. Вообще, невеста на выданье, что ли? Как есть, так и говорю. Прямо. Не будет зубов, будем без зубов шишикать. Что теперь? Мой батя вообще без зубов ушел на тот свет, говорит.
человек родился без зубов и должен уйти без зубов. Ну, не знаю. Может быть, так же будет. Так, что у нас тут еще? Так. Я воткнул наушники нормально, пишет Саня, пишет. Так что кому звука не хватает, если есть наушники, включайте наушники, и звук будет хороший. Просто когда, ну, не могу я кричать, а телефон пишет, ну давайте поближе тогда поставлю, может громче будет. Ну что, будем. Всем здоровья, всем счастья, всем мира, мирного неба над головой. Многие спрашивают, почему я запиваю просто этот напиток. Вот первая идет хорошо, вторая, третья. Потом желательно запить, потому что ну, крепкий. 50 градусов как минимум. Поехали дальше. Я воткнул наушники и нормально. Так, Сергей Хагелданс. Привет, Геннадий, респект тебе. Как, сын уже дома? Да, Ромка дома, приехал, третий день дома. И хорошо, и спокойно на душе. Хорошо, когда семья в сборе. Юрий Калагин. Может, по 3 хорош? Завтра, блин, понедельник. Ну, Юра, ну, ёшкин кот, только что сказали 5, а тут 3, завтра понедельник. Да завтра мне в дорогу еще. Ну, все, 4-ю маханули. Сейчас поговорим, 5-ю, и точно все. Стоп. Ну, давай по половинке хотя бы, ну. Серега Михайлович, спасибо тебе, друг. Пожалуйста, да, не за что. Спасибо вам, что вы с нами вместе, все мы на канале, все мы вместе одна компания. Это вам спасибо, друзья, что поддерживаете меня. Юра Кулагин, да, кому на рыбалку, а кому и нет. Ну, понятно. Ну, ничего страшного. Время раннее еще, 9 часов, это нормально. Это раньше, когда я работал, всегда вот так вот. Допустим, праздник какой-то, день рождения, а с утра на работу. Так, мне, пожалуйста, 12 часов ровно отсчитываем назад и ставим будильник. Вот. Прозвенел будильник за 12 часов. Ну, допустим, на работу 8 утра. Я ставлю будильник на 8 вечера. Будильник отзвенел. Все. Баю, баюшки, баю. 8 утра, зато ты уже как стеклышко. Так, ну сейчас у нас, да, сейчас у нас уже 20 минут 10-го. Кому со смены работы уже, скорее всего, да, пора спать. Клемму снять. Это насчет амулета. Да снимали мы и клемму. И ошибки скидывали. Там у него бортовой компьютер даже есть. Он даже ошибки эти скидывает, все там показывает. Зарядка идет. Мне кажется, или модуль зажигания, мозг композирует, на озоне мы уже нашли, или мозги. Вот эти, одно из двух, там третьего не дано. Лично мое мнение такое, или модуль зажигания, или мозги. Свечки меняли уже, новые свечи поставили. Провода искрят, искры все работают. Может просто в разнобой все. Если было что-то с поршневой системой, то они не было бы такого, то работает, то не работает. Если было бы что-то с поршневой, там загнуло клапана или что-нибудь, они бы просто не работали и все. А тут бывает, то работает, то не работает. Или мозги, или клеммы, это мое мнение. Кто-то думает по-другому, жду комментариев, может, действительно подскажете, что и как. Так, Станислав, перезагрузится. Ну, клемму снять. Котяра кот. Привет, Гена, каналу Процветания. Вот когда вижу вот твой комментарий, сразу вспоминаю Буклоплот. Помнишь, да? Вот если помнишь, напиши, какой комментарий, как я озвучил твой комментарий. Ты написал мне на Бухлоплоте. Привет, Гена, или привет каналу Коми Рыбак. И что я ответил? Вот если ты помнишь, жду твоего комментария. Там так получилось неприятно, нехорошо, но хорошо, что человек с юмором тоже и
видит то, что непроизвольно это получилось, и ну, так сказать, прикольно вышло. Владимир Синицын. Нижний Новгород, привет, мужик ты хороший. Ну, если ты так считаешь, Володь, значит и ты мужик неплохой. Значит, мы одной крови, значит, мы одна компания, одна душа. Станислав Валерьевич, да, точно, все секретные места рассказываешь. В смысле? Ничего не рассказываю. Я конкретно ни на одной рыбалке, конкретно нигде не говорю место, где я рыбачу. Кто знает, он видит. Ну, я могу только сказать, что река Печора, потому что все знают, что я живу на реке Печора и река Печора. А на лесной речке, на каком озере, даже на Печоре, на каком именно месте, я никогда это не озвучиваю, никогда не говорю, потому что кто знает, он это видит, а кто хочет узнать, спрашивает даже, зачем. Я просто никогда не говорю, так что так. Опа-на, опа-на, так. Это что за... Что-то кто-то новый. Это что? VX Гути. Гуту. Не знаю, вот что такое. Недавно начал вас смотреть, но уже понял, что вы настоящий мужик и хороший рыбак. Я так думаю, что и ты тоже такой, если... Я говорю, вот, у меня на канале остаются только те друзья, которые близки мне по духу, по общению, то есть такие же, как и я, если честно сказать. И я рад, что у меня, мне не надо вот этих хнытиков, деловых тоже как бы, с кем я общаюсь, с кем я дружу, на канале остаются те. Кому не нравится, они просто сразу уходят. Махом. С первого ролика. Бывает даже вот то, что какой-то ролик они, может, понравился, посмотрели, только нашли, только зашли в избушку, только налили рыбацкий, все, они, хлоп, подписаться, и все, у меня нет. Я говорю, после бухлофлота было 13 тысяч, стало 12 сразу же. Вот, даже вспомнил, это был какой год, там, 1000 ушла сразу же, мне махом. Ну и хорошо. Так, Станислав Валерьевич, я удалил же его. Кто про зубы писал? Не-не-не, зубы-то я увидел, там еще он уже писал, я не зачитывал его. Если зайти повыше, там его видно будет. Кому-то не понравились, в общем, мои зубы, потому что они некрасивые. Я говорю, мне красоваться не перед кем. Какие есть, такие есть. Главное есть чем жевать, главное есть что жевать. А какие они, это уже никого не волнует. Не нравится, не смотрите. Вот, не смотрите вот так вот. Так. Что у нас тут 72 человека? Так, Гена. Много в итоге в этом сезоне грибов насолили, насушили. Насолить не насолили, насушить не насушили. Несколько пакетиков сварили. Ели свежим. Собирал грибы раза, наверное, 3-4, нет, раз пяток, наверное, собрал грибов. Грибы были. Собирал по возможности, по времени. Было бы время, собрал бы, конечно, много больше, но мы и поели свежими, и вот так вот минут 20 Валентина отваривала, пакетик и в морозилку. Потом это достаем, промываем и там или прожариваем. Мы обычно прожариваем по новой и все. Насушить давно уже мы не сушим, солить тоже не солим, потому что сейчас у нас почему-то не стало груздей вот этих белых. Раньше у нас было очень много. Вот я в детстве собирали ведрами на бару, вот белые грузди, вот они хрустящие такие вкусные белые грузди были. Волнушки есть солянки, но можно собрать, но почему-то то ли не умеем солить, то ли не умеем собирать, то ли не собираем, не знаю почему. То ли, скорее всего, наверное, мы их не едим, скажем так даже.
неуважаемая. Не то, что неуважаемая. Так, на любителя я могу раз поесть, но рыба лучше. Для меня вот чисто рыба лучше. Хотя моя дочь, вот Елена, уважает очень грибы и любит их. Хотя и ест. Вот мне угощали вот Саня, Александр Мазаев вот угощал грибами. Лена просто рубает их, да. Ну, может быть, когда-нибудь научимся солить и будем также вкусно солить. Скорее всего, мы не умеем их готовить, скажем так. Но немножко в морозильнике лежит еще. Так, для разнообразия, скажем так. Все пишут, что плохой звук. Советую тут уже всем наушники. Вот Юрий Лебедев очень плохо слышно. Станислав Валерьевич, наушники в помощь. То есть в наушниках хорошо слышно. Простите меня, пожалуйста, ну что-то с телефоном моим, значит, какой-то динамик все-таки утопленный 3 раза. Александр Давлетов, Ухта на проводе. Саня, Ухта, привет. Завтра тоже буду в городе Ухта. Ну, не знаю, заеду, не заеду в город. Будет время, если Ромка отвезет, конечно, заеду. Потому что, ну, есть там, если не будет времени, лучше я подожду на вокзале, чтобы не рисковать, чтобы не опоздать на поезд. Александр Каверзин, прими поздравления с Печорского района. Привет, Саня, привет. Печорский район у нас богат на блогеров. Это Александр Устаев, Руслан Шемякин. Огромный им привет. Юра Кулагин, Гена у нас 23:20. У нас 21:29. Опа, это что, мы на 9 минут отстаем, что ли? Вот это заболтались. Рыбалка мания, природа, господа, наушники оденьте, пожалуйста, и будет все окей. Кому плохо слышно, одевайте наушники, и будет все хорошо, пишет Саня. Рыбалка мания, Саша, это тот человек, с кем я еду на Камчатку. X5E70, Троицко-Печорска, привет. Привет, вот это маскировочка. Владимир Синицын, датчик детонации, смотри. Ой, датчик детонации. Кто-то мы... У Ромки очень есть группа по черри амулетам. Он заходил, там многие тоже заснял видео, как машина работает. И закинул туда, говорит, пацаны, у кого как что было, ответьте, пожалуйста. На что ему ответили, что-то тоже насчет детонации, вот это. Ну, я так думаю, чтобы знать, где этот датчик детонации, все равно надо провести диагностику. Лично я не знаю, для меня вот этот автомобиль, Черри амулет, вот китайский, я вот капот открыл, он для меня вообще, ну, если русскую машину как-то можно где-то здесь крутануть, то вот этот Черри амулет я вообще ничего не знаю. Вот я позвонил человеку, который занимается диагностикой, он сказал, я могу просто подсоединить компьютер, но я так не хочу, я хочу, говорит, найти причину. Ну, пока 2 дня скидка 11:11, вот этот, блин, сейчас забыл, только что говорил, уже забыл. Ну, откуда провода свечки выходят? Модуль зажигания. Модуль зажигания один стоит 1500 одной компании какой-то производитель, второй 2400. Отзывы практически одни и те же. Работает что один, что второй. Но за 1500 купить этот модуль, по крайней мере, сжать не просит, если даже не в нем дело, пусть лежит, не помешает. Если действительно в мозгах дело, если получится у него скинуть ошибку и сделать, хорошо, не получится, поменять модуль, попробовать. Но датчик зажигания, может быть, если он покажет, что это датчик, это же опять у нас в магазинах такого точно не продается. Это надо будет заказывать в городе Ухта, чтобы закупили вот этот датчик. Но я вижу, что Ромка купил ковры даже вот эти красного цвета. Он хочет сесть на свой автомобиль, обтюнинговать его, там кататься, ездить. А у него такие какашки делает, ну, палки в колеса вставляет. Да я бы свой автомобиль дал, но страховка, это мне еще, если я впишу Ромку в страховку, получается, мне опять же 16 000 доплачивать, мне это нахрен не надо. Так что пусть делает.
этого велика, да, в смысле. Так, Владимирский датчик детонации. Так, что-то мы подотстали, походу. Ага. Сити. Сити. Я сам рыбачу с 5 лет, сейчас мне 19, и без рыбалки жить не могу. Стараюсь ездить круглый год на рыбалку в любую погоду. С 5 лет это круто. Я своих детей тоже, как бы, Ромка с 4, ну с 8 уже серьезно. С 4 он поймал первую рыбу. И, кстати, не помню, вроде бы даже гадился. Сам, наверное, лет с 8. Детей. Гена, завтра позвоню. Юра Кулагин пишет. Хорошо, Юра. До завтра. Вот. Сам я, наверное, лет с 8 точно рыбачу. Лет с 10 я уже самостоятельно на лодке с мотором. Батя мне дал сначала ветерок, а лет с 13 вихрят, 30-го дал. Так что мой стаж рыбалки уже тоже хватает. Хорошее увлечение. Всем скажу. Кто настоящий рыбак, он знает цену поклевки, цену подготовки, вот это все. Оно того стоит, оно действительно получаешь огромное, колоссальное удовольствие от всего этого, что происходит. Так, ну что там еще? Геннадий, здорово, желайте став бурса, пишет Сергей Рочев. Став бурса, друзья, став бурса, земляки мои с республики Коми, со всей России. Огромный всем привет. Став бурса, это в переводе с Коми, всего хорошего. Так, Сити, а на стримы ваши захожу редко, потому что разные часовые пояса. У меня сейчас час 26 ночи, а 8 нужно быть на учебе. Друга, а у нас стрим-то еще реже, чем вы заходите, получается, потому что один раз в год. Последний раз стрим был, ну не стрим, я скажу, прямой эфир ровно год назад, 13 ноября 2021 года. Чаще у меня что-то не получается. Пока, потому что я не умею. Ну, давайте сделаем традиции, чтобы 13 ноября умеем, не умеем, хотим, не хотим, но будем встречаться так и. Давайте еще на пасашок 5. Вот, кстати, уже скрипнула дверь, и, возможно, скоро, очень скоро 68 зрителей увидят нашего дембеля Романа. У нас, вот, заходят. Зашел белый кот, кот зашел. Я еще тут. Вы что не отвечаете-то, а? Заходит Роман. Да, с этой стороны садись. Ну что, друзья, вот и Роман Геннадьевич, собственной персоной. Дембель. Всем привет, привет. Вот он, мой сын, которого я ждал целый год. Молил Бога, чтобы все обошлось, чтобы все было хорошо и нормально. И теперь мой сын рядом со мной, и мы вместе. И мы еще, друзья, увидим не одну рыбалку. И на этой прекрасной ноте, вот еще у меня вон Геннадий Геннадьевич младший. Придешь сюда на стрим, нет? На прямой эфир, Геннадий. Ну что, кто у нас остался? 72 человека. Мы тут уже этот, твой амулет ремонтируем вместе все. И наконец-таки показал ошибку Что, датчик? коленвала. Датчик коленвала? Угу. Что-то там разлетелось? Я ошибку погуглил, может быть, три причины. Либо сам коленвал треснул, Ага. либо датчик коленвала, либо какой-то звук съела на коленвале. Или не коленвале, там будут какие-то звуки какие-то есть. Ну, сейчас еще диагностику. Это у тебя пишет, мозги пишут. А еще сейчас диагностику делаем. Ну вот, друзья, Роман говорит, что Где форма дембельская. где форма дембельская. Скинул, ну иди сходи, принеси, покажи. Одень, сядь хоть в форме, хоть это. И оденься, пока совсем не скинул. Рома сказал, что с учета снялся, встал на учет, и уже как бы не положено одевать, но чисто показать зрителям канала дембельскую форму. Без всяких уебонов. Мне, кстати, тоже нравится, когда дешево и сердито. Главное, аккуратно все, четко. Вон, ну, хоть кителя. Смотрим. Так, что там пишут? Так. Футболка, правда, будет не. Футболка, да, футболка нет.
Вот в такой вот форме артиллерийские войска артиллерия. Роман Геннадьевич, так, немного сейчас наклоним, вот сюда, если получится. Вот так вот. Так, ниже, вот так вот. Вот в такой вот форме Роман Геннадьевич приехал домой. Я повторюсь, вот до армии харя у него была пошире, килограмм на 10 он был тяжелее меня даже. Теперь он, видишь, спортивный, подтянутый. Все-таки не зря армия делает все-таки человека спортивного. Хочешь не хочешь, а видишь, батьку не слушал, хоть в армии это, да, спортом занимались. Подтягивается уже больше меня. Ну, батька тоже начал меньше, суставы болят, но я не собираюсь ему сдаваться. Мы сейчас договорились с Романом, что подтягиваться будем каждое утро, и я не собираюсь от него отставать. А как дальше получится, мы это посмотрим. Так, ну что? Там, тут спросил, где подсказать можно, через папин контакт можно найти по машине. Там типа пишет, где подсказать по машине. По машине подсказать можно писать мне ВКонтакте, в ВК, ссылка в описании канала. Я скину, и можно через меня, можно напрямую Роману, я скину ровно контакт. Так, что мы пишем? Так. Желаю став бурсы, пишет Сергей Рочев. Так, на стриму, так. Гена, за морожкой ходишь? Обязательно попробую, спасибо. Очень редко, но морожку люблю кушать. Как дела у Генки младшего, как зрение, пишет Оксар. Ничего хорошего, очень плохо там, минус 12 что ли. Болезнь такая, которая не корректируется. Со зрением очень плохо у Геннадия младшего, иначе бы мы его давно уже видели бы на канале в качестве моего компаньона. Генка пока дома. Не знаю, если медицина что-нибудь продвинется вперед, может быть, что-нибудь изменится. Дай бог. Привет, Конь Рыбак, с днем рождения, пишет Виктор СК. Так, это уже немало, продолжает в том же духе. Сергей. Ладно, всем пока. Звук на смарт-телефоне слабо. Геннадий, люблю, уважаю. Ну вот, Серега Михайлов Ромку не увидел, походу. Вон, сколько. Ладно, всем пока. Звук, Геннадий. Так. На блогеров это Новосибирск. Станислав Валерьевич пишет. То есть сибирские странники, вся деревня, рыбалка по машине, и нет, помощь там можно накопать, в чем дело, было бы желание. Ура, Роман, ура, пишет Татьяна. Станислав Валерьевич, где форма дембельская? 75, пишет Саня. Дембелю привет, пишет плетеный человек. Серега Михайлов похудал, ё-моё. Ну так, мамины пирожки он выкакал еще в Княжпогосте, блин. Он тогда еще форму имел нормально. Я считаю это полезно. Мы в свое время служили 2, кто-то 3 года. Роман за год, ну, ускоренным темпом. Он не похудел. Он просто убрал все лишнее, оставил все нужное, да? Так, Станислав Валерьевич, это СТВСУ с Урала. Скорее всего, датчик у них, они говно, датчик вот пишут, поэтому... Мне от десятки устанавливали. От десятки. Говори громче, Ром, потому что звук у меня на телефоне слабый. ДМБ 9800. 90-92-8. Рыбалка Ваня. Ген, могу подсказать по машине, что сделать. Сань, мы это обговорим. У нас будет достаточное количество времени. Мы все обговорим. Будем, надеюсь, если там связь, будем общаться, подсказывать Ромке. Ромка на пятницу, да, у нас на четверг диагностику заказали. Угу. Вот. Альбом армейский. Альбом армейский есть, Ром? Нет. Альбома армейского нет. Есть фотографии в компьютере. Есть короткий клип, который сделали. Может быть, как-то редактируем, коротко сделаем, да, тоже покажем на канале. Какой-нибудь ролик немного можно вставить. Да, ставим, обязательно ставим, покажем. Ген так, альбом армейский похож на тебя. Ну, родственники, наверное, да? Я, кстати, до
грубо говоря, до 25, до 27 лет тоже был поджарый такой. Это меня разнесло немножко уже после 30 лет. Ну, как женился, так и пошел. Так что Роман женится тоже будет такой же, как я так думаю. Вот. Снять датчик насухо, начисто протереть, налет образовался, было такой на крузаке 200, Саня пишет. Датчик коленвала, Да, вот, а ты знаешь, где он находится? да. Вот снять, протереть, может, действительно плесенью покрылся за год, там, тем более он в траве, в снегу стоял, может быть, возможно, он потому что работает, не работает. Но когда сливали масло, мы же масло поменяли, тосол поменяли, систему прочистили, когда сливали масло, пол, колечко, типа, В поддоне, да, типа этого. в поддоне с маслом слилось металлическое полколечко. Откуда оно улетело, хрен его знает. Вот тоже вопрос. Может, где-то что-то и приходит конец Владик, фильма. это за мной, наверное, уже. Всем там привет, кто тоже передает. Все. Полетел я дальше с машиной, Кто говорят. дождался, кто хотел увидеть Романа, вот он, Роман. Нормально. Теперь дома, и это хорошо. Ну и что теперь? Давайте дочитаем все комментарии. Маханем пятую за возвращение Романа. На такси приехали, машину оставили? Да. Еще на 12 заберем. Все. Давайте пятую с пятилетием канала. Всем огромное спасибо, друзья, за поддержку, за общение, за внимание. Коми Рыбак с вами. Будем жить, будут ролики. Обязательно скину ссылку, если забуду, напомните на ТикТок Ромки. У Лены, ты не знаю, там женские штучки это так себе, а Рома делает интересные ролики. Короткие, но интересные на ТикТоке. Вот он как с дембеля пришел, вот он к машине, там бац-бац, и уже дембель там, ну, созвучивая тоже. Есть у него тоже такая изюминка, но в ТикТоке, не хочет он. Может, со временем, он, как он сказал, говорит, постарею, может быть, говорит, буду и в Ютубе что-нибудь. Я говорю, ну ладно, батька помрет, так у тебя хоть канал готовый будет, будешь продолжать. Говорит, посмотрим. Ладно, не будем о грустном, будем о приятном. Всем, друзья, спасибо за внимание. С днем рождения канал Камербак. Будет день, будет пища. Всем здоровья, всем мирного неба над головой. И чтобы самое главное, у всех было хорошо вот здесь. За чистые мысли, за добрые мысли, за доброту, друзья. Когда ты с добром, вот тебе с добром. Как говорится, ладно. Ладно, выпьем, потом скажу. Еще тут, что ли? Да-да-да, я еще на смене. Не хочешь показаться? Нет. Вот Я моя после, жена... я после баньки. Красота. Самое вкусное в щуке это вот ребрышки. Ты еще даже щуку не доел. Вообще не сяду уже здесь кушать. Так, ну что у нас? Дочитываем? Альбом, так, снял датчик, значит, протереть, это мы читали. Виктор Мор, привет из Германии. Молодцы. Привет, друг. Тоже постоянно комментарии. Спасибо тебе за поддержку канала. Александр Валерьевич, где служил? Роман служил в артиллерии Московской области. Ну, все уже позади, и громко дома это хорошо. На маменьких пирожках сейчас отъестся. Молодец, служивый. Хорошо, что в кадр успел появился. Ну, ждали. Написали, подождали. Так бы вон, 8:30 уже закрылись и не дождались. Так. Санек пишет, Гена, да, Рома схуднул, норм, ничего, за 2 месяца отъезда. Мой тоже так же, драндулеточем пришел, из трусов вываливается, а сейчас все будет. Да, Ромка уходил, где-то шайба такая была, килограмм 110 это точно было, если не 150. А теперь, не знаю, меньше сотки, наверное, по-любому уже. Ну, нормально. Лишнее оно лишнее. Главное, сейчас если
Все, главное сейчас все это не наращивать, а заняться спортом, и чтобы если нарастить, только чисто мышечную массу. Я, кстати, это сделал в 44 года и соточку весил без никакой жировой прослойки. 100 килограмм мышечной массы было на камеру, чисто турник выручил и все. Сейчас, к сожалению, ничего не могу. Но, возможно, тоже буду худеть, потому что любое физическое усилие отдается на суставы. Рад бы, да, что-то уже не это. Но сейчас вот на встрече с молодыми подтягивался, ничего. Оказывается, не все так плохо еще. Возможно, еще и все наверстаем. Так, давай откармливай. Мамка накормит. Ромке привет, Санек пишет постоянно, Станислав Валерьевич. Давай свое фото 20 лет. Ромка вылитый по-любому. Не, я 20 лет даже меньше Ромки был. Вот 25 Ромка вылитый по-любому. Кстати, у меня есть видеозаписи, когда я отмечал 25 лет юбилей. Правда, на ленточной камере. Специально заказывал оператора. Если получится когда-нибудь оцифровать это фото, вы, конечно же, это увидите все на канале. Увидите меня в 25-летнем возрасте. Как мы жили, как мы гуляли в то время, под руки вверх и все такое. Все это мы увидим. Так, так. Инет тупит, во похудел, возмужал. Руслан Костик пишет. Машинариум. Какую-то херню строчит. Канал Рыбак Коми. Ого. Через полчаса точно. Ошибаешься, мужик? Если ты мужик вообще. Ошибаешься. Через полчаса не буду я в коме. То, что я маханул за день рождения канала, это не значит, что я буду в коме. Я могу через полчаса еще столько же находиться. Ты этого не увидишь точно. Ладно, не будем переходить на личности. Ген, пусть начнет с датчика снятия контакта на фишках без полкисей. Ладно, Саня, разберемся это так. Как это попало ко мне в рекомендации? А, понятно, новенький. Удали тогда, нахрен, и не появляйся больше на канале. Попробуй заменить свечные провода. Провода не меняли, свечи поменяли, но, скорее всего, и провода, и модуль зажигания мы это закажем через Озон. Я на хорошей дороге, ждем фигню. Летен человек пишет, все будет. Сергей Хагелганс. Я надеюсь, кто Ромке плохое желал, селезенки лопнут. Я тоже так думаю. Алгри, привет. Какая погода у вас? Похолодало, да, Валь? Ну, как? Градусов 10? Ну да, наверное. Виктор Логинов пишет. Передай привет Виктору Логинову из Троицка-Печорска. Привет, Витек! Я думаю, Виктор Логинов это... Я знаю двух Виктора Логинова. Один таксист, один Витя Логинов, это который приходил, смотрел мой ураган, хотел купить. И который предлагал мне купить пятисильный мотор взамен Сузуки. Да? Вить, это ты? Огромный тебе привет. Александр Миль, я так понял, что машина долго стояла, то по-любому надо все контакты проверить, зачистить. Да, Саня, стояла ровно год, пока ровно служил. Контакты зачистили, и кто-то посоветовал, побрызгали силиконовой смазкой. Не знаю, может быть, зря. Так, Александр Миль, Виталия Лынчеву пусть идет. Виталий Петрович, Ромка был там, когда учился в школе, и показывал неплохие результаты. Так что Виталий не Виталий Петрович, но дома тоже есть турник Брусья, стеночка есть. Я так думаю, пусть у меня опыт тренерства не такой могучий, но вместе сообща мы что-нибудь да придумаем. Фигурку мы слепим. А Келынчеву, я не знаю, чисто железо я не уважаю. Все должно быть своим местом. Виталий Петрович, не в обиду.
никогда не занимался железом, но худым не был. А тебе за то, что ты сделал с ребят Троицко-Печорска Кабанов, огромное спасибо и огромная благодарность. Потолковый лампанюк, здоровый медведь. А, потолковый лампанюк. Кто-то новый, я такого не видел, что здоровый медведь. Да не медведь, а конный рыбак. Ладно, приятно было к вам зайти, бывайте, товарищи. Ну, бывай, если приятно. Маханули бы, пообщались, узнали ближе друг друга. Леонид Дизенко, о, знакомая фамилия. Чарку рыбацкого напитка за юбилей канала. Все, я стоп. Я 5 стопок уже, как говорили. Спасибо, что зашел. Успел. Мы уже заканчиваем. И Виктор Логинов, который про ураган, да, все правильно. Ну, я же говорю, я два Виктора Логинова. Только один Витя, не знаю, Виктор, Виталий. Тебя знаю ведь. Молодец, рыбак тоже уважаю. Рыбалка, мания и природа. Давайте все пожелаем Геннадию силы здоровья на долгие годы и родным. Это пишет Санек, с кем я еду на Камчатку. Станислав Валерьевич, Гена, денежка пришла. Денежка пришла. Тихо, 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 тихо. Гена говорит, блин. Джесси. Я могу только посмотреть после выключения. Конечно, если отправили, она пришла. Огромное спасибо за поддержку. И Иван Жиганов появился. Поздравляю, спасибо. Норвин, Вибирнум. Добрый вечер с юбилеем вас, спасибо. Станислав Валерьевич, я напиши ВКонтакте личку, я напишу там точно или так. При канале отблагодарю. Скорее всего, если отправили, она пришла. Огромное спасибо за поддержку. Эти деньги все пойдут на развитие канала. Вот это у меня вот такая вот Джесси, собаченька моя. Залетаю. Да, красавица такая моя. Собака умница. Мама русская спаниель. Папа английский спаниель. Черный. Мама светло-рыжая. А у меня вот получилась вот такая вот шоколадка. Вот такая вот красавица у меня получилась, да, Лисенька? Вот такая вот у меня шоколадочка получилась. Да, умнейшая собака, просто умнейшая. Так что мы скоро, очень скоро. Хотел на осеннюю охоту, но, повторюсь, ковид скосил, вот не успели мы, да, Лизенька? Извини. Так, все, что у нас еще? Иван Джиганов, поздравляю. Так, добрый вечер, юбилей. Написал ВК. Все, я ВК отвечу. Виктор Логин, на озера не ездили, лед-то уже стоит, наверное. Не знаю, Витя, стоит лед и не стоит, очень много снега выпало. Скорее всего, лед не крепкий, потому что сухого снега выпало 30 сантиметров, он как шуба будет греть сейчас. Надо быть очень и очень осторожным. Без спешни никуда. Если с одного раза протыкается, лучше обойти или с лодкой ходить, или на лыжах. Так, Василий Петров, Геннадий, приветствую. Привет, Вась. Руслан Костин, завтра жену тоже в 5 утра будить на работу. Всех обнял, Геннадий, тебе удачной поездки. Санек пишет, рыбалка мания ласковая, Джесси, прям прелесть. Нет, это солнышко. Умнейшая собака. Она спит рядом с нами, живет вместе с нами. Кстати, псины вообще не воняют, потому что, ну, в то же время короткошерстная, а она мерзнет на морозе. Вот я брал ее на весеннюю рыбалку, она щенком еще была 4 месяца, очень мерзнет. Надо. Я скинул с себя в итоге куртку, и она лежала на куртке и грелась. Так что не знаю, что у нас получится с ней. Но будем стараться, да, Джесси? Зимой морозить я точно не буду, но весной попробуем. А так нюх у нее отличный. Вот играли вот тут в прятки, прячем, она находит все капитально, все хорошо. Зайчью лапку, утиную лапку, вот гусиную лапку кидаешь, она охраняет, даже кусать может. Ну, такая своеобразная интересная собачка. К тому же очень и очень умная. Любит маму, очень любит маму. Когда вот мамы нет дома, она сама не в себе. А вот мама пришла, все, она жила, все, даже носик сырой стал. Мамы нет, у нее даже носик сухой.
Так, ой, какая клевая собачка, так и хочется обнять. Согласен. Эта Джесси появилась у нас, ну не то чтобы случайно, как бы мама хотела у нас комнатную собачку, но меньших размеров. А это вымахала, вон какая здоровая она. Но уже теперь все это у нас член семьи. 16 декабря будет годик, где-то вообще золото. Даже как бы я не люблю вот таких вот, да, но она меня боится. Если честно, она меня боится, но уважает. Я тоже ее люблю. Собачка-то обоссытся. Вы видео уже прогуляли, да, Валь? Все. Так. Ну все, пошел я выведу собачку, пописать, покакать, все дела. И будем, наверное, спать ложиться. Банная команда пришла дома, все в сборе. Роман поехал за машиной, оказывается, у них просто были загвоздки с машиной, из-за этого не могли ехать. Час уже ждет. Все, друзья, идет. Так, давайте закругляться, друзья. Всем спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. С днем рождения, канал Томи Рыбак. Мы с вами увидимся. До скорой встречи. Всем спасибо за внимание, всем пока. И Джесси мы тоже увидим на канале. Скоро. Так. Всем пока. Завершаем трансляцию. До новых встреч.